Добрый день, уважаемые ветераны, участники мероприятия, приглашенные гости. Мы рады приветствовать вас на земле Олонхо и на дальневосточном форуме ветеранов и молодежи, с чего начинается Родина. Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни занимает семья, работа, служение Отечеству, родная мать, дом, где ты появился на свет и вырос, друзья детства, любимые книги, природа. Такие простые и теплые человеческие ценности становятся основой настоящей любви к Родине. Они принадлежат каждому из нас. Отнять их невозможно ни при каких обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой веревки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, из этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Чего начинается Родина? Дальневосточный форум ветеранов и молодежи, с чего начинается Родина, объявляется открытым. Дорогие друзья, сегодня на нашем мероприятии присутствуют почетные гости. Советник главы Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Канин. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Шамаев Петр Витальевич. Председатель Совета общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия Вильям Ачилович Иванов. Почетный председатель Республиканского совета ветеранов войны и труда Слепцов Будимир Дмитриевич. Каращук Илья Константинович, председатель Приморского краевого совета ветеранов.
Нуреев Александр Нагимович, председатель Камчатского краевого совета ветеранов. Тума Игорь Григорьевич, директор военно-патриотического общества «Медведь», Старая Русса, Новгородская область. Начальник Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Кузьмин Александр Николаевич. Ветераны боевых действий, председатель Совета ветеранов муниципальных образований и городских округов Республики Саха-Якутия, представители организаций в области военно-патриотического воспитания и молодежь. Слово для приветствия предоставляется советнику главы Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Камину. Уважаемые друзья, разрешите поздравить вас с открытием форума. Я считаю, что проведение данного форума на сегодняшний день очень актуальным является. И поэтому, прежде чем выступить, разрешите зачитать приветственный адрес от имени главы республики Айсена Сергеевича Николаева. Уважаемые участники форума, от имени руководства республики и от себя лично сердечно поздравляю вас со 100-летием со дня образования Якутской ССР и началом работы в Якутске Дальневосточного форума ветеранов и молодежи «С чего начинается Родина?». С чего начинается Родина? Как поется в широко нам известной песне, и мы ее недавно, вот только что слышали, так, композитора Вениамина Бастера, который исполнял Марк Бернес, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, с той песни
что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Когда враждебные силы вновь угрожают нашей планете и всему миру, тема патриотизма приобретает особую значимость. Верность своему Отечеству является основой единства российской нации. Патриотизм – это ценность, которая является безусловной для нас, живущих в России. Именно он объединяет нас всех. Это высшее проявление любви и верности своей Родине, Отечеству. Уважение к тысячелетней традиции, которой является Россия. Без этого искреннего чувства, без постоянного патриотизма говорить о сохранении и развитии страны не приходится. В рамках Дальневосточного форума ветеранов и молодежи «С чего начинается Родина» в Якутске запланировано проведение пленарного заседания Дальневосточного сообщества, на котором мы сегодня присутствуем, то есть по ряду секций, которые сегодня пройдут. Дорогие друзья, в этот праздничный день необходимо отметить плодотворную работу Республиканского совета ветеранов войны и труда, участников боевых действий и ветеранов правоохранительных органов, который был образован 35 лет назад. В рамках этого сегодня проходит семинар. 35 лет назад был образован Совет ветеранов. Сегодня нам надо более целенаправленно воспитывать в обществе уважение к нашей многострадальной, многогранной культуре, воспитывать чувство патриотизма в каждом с самого раннего возраста. Нужно идти по единственно правильному пути, по пути укрепления незыблемого единства российской нации. Уверен, что Дальневосточный форум ветеранов и молодежи станет одним из действенных механизмов в этой работе. Желаю всем успехов в труде во благо великой России. С уважением, глава республики Александр Сергеевич Николаев. Я передам Илья Мачировичу это приветственный адрес. А вообще хочется сказать то, что сегодня, как никогда, востребовано у нас в России патриотическое воспитание. Почему? Потому что, вы посмотрите, вычеркивают нашу историю, старается Запад вычеркнуть нашу историю. Вы посмотрите, как вот буквально за 8-10 лет, ну спорят за сколько лет, но за 8-10 лет перестроили мозги наших же русских людей, которые проживают на Украине. Русские стали ненавидеть русских. Я русских имею в виду всех россиян, которые жили и так далее. Да? Поэтому форум и сегодня на секциях мы должны обсудить вопрос, как нам работать с молодежью, которая здесь много сидит в этом зале, как дать тот закал, тот этот против фальсификации истории. Сегодня, как и со всей России, на территории Украины, то есть находятся и наши бойцы, сводный отряд милиции, там они отстаивают наши с вами завоевания. Поэтому я думаю, что вот мы здесь должны поделиться опытом, где, вот я знаю, в Приморье очень хорошая работа ведется по военно-патриотическому воспитанию, на Камчатке, и у нас тоже в республике, в общем-то, с молодежью занимаются ветераны боевых действий. Сегодня уже очень много стало ветеранских движений, те, которые участвуют, во-первых, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны афганцы, ветераны Чеченской войны, ветераны уже появились сирийской, и я думаю, сейчас и появятся, скорее всего, ветераны
специальной военной операции. Вот поэтому мы должны ветеранские движения привлекать, чтобы они рассказывали всю правду о войне, чтобы они рассказывали всю правду, как там, что происходит и что может произойти, если мы проиграем. Я желаю, чтобы плодотворно здесь сегодня поработали. Но очень хорошо, что вот этот форум проходит в течение 2-3 дней. Почему? Потому что здесь можно не спеша будет обсудить все вопросы, поставить острые вопросы, то есть и постараться найти на них ответ. Желаю успехов в работе сегодняшнего форума. Спасибо. Уважаемые гости, сегодня на нашем форуме присутствует министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Александровна Волкова. Добрый день, уважаемый Вильям Ачирович, уважаемые наши ветераны, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые приезжие, молодежь. Сегодня от имени Министерства труда и социального развития республики, от себя лично, я вас приветствую на нашем дальневосточном форуме ветеранов и молодежи. Я хотела бы отметить, что в нашей республике налажено многолетнее плодотворное взаимодействие между органами власти, ветеранским движением. И, безусловно, у нас развивается молодежное движение, патриотическое. И вот мы, как Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия, очень большую работу проводим именно совместно с нашим Республиканским советом ветеранов. Сегодня его возглавляет Вильям Ачирович Иванов с Будимиром Дмитриевичем. Мы большую работу совместную проводим. И хочу отметить, что именно Республиканский совет ветеранов является сегодня одним из основополагающих сегментов и проводников на государственной социальной политики, которую проводят сегодня органы исполнительной власти в республике. Мы совместно проводим большое количество мероприятий, и, безусловно, это в первую очередь в рамках подготовки к празднованию Великой Победы, это и 75-летие Победы. Несмотря на то, что год был сложный, пандемийный, и наши ветераны вынуждены были находиться в изоляции, тем не менее, благодаря Республиканскому совету ветеранов была проведена колоссальная работа, когда наши ветераны в онлайн-режиме были, так скажем, подключены ко всем нашим мероприятиям, уже начали владеть всеми навыками, да, вот этих коммуникационных систем, интернетом, и, несмотря на все сложности, были проведены необходимые мероприятия, чествования на высоком организационном уровне. Сегодня мы в безусловном порядке продолжаем нашу совместную работу. Она у нас достаточно обширная, начиная с вопросов поддержки ветеранов войны, Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. И, конечно, она у нас имеет продолжение в развитии патриотического движения и воспитания нашей молодежи именно в духе патриотики, в духе любви к нашей Родине. Сегодня это, конечно, безусловно, еще более приобретает высокую актуальность, и мы должны об этом говорить. Поэтому мы, безусловно, рады проводить на нашей территории нашей республики такой серьезный дальневосточный форум. Приветствуем еще раз гостей. Будем рады рассказать о той работе, которую мы проводим, и услышать, обменяться мнениями, обменяться практиками и, конечно, внести в нашу жизнь какие-то новые подходы, новые технологии работы.
Я хочу отметить, что у нас с Республиканским советом ветеранов реализуется ежегодно социально ориентированная программа. Республиканский совет участвует у нас ежегодно в конкурсах, где действительно эта достойная программа ежегодно получает поддержку, и мы имеем возможность во всех районах республики организовывать необходимые проекты как раз по вот озвученным мной выше направлениям. Более 12 республиканских мероприятий заложено в этом году. Более чем 1500 ветеранов принимают непосредственное участие в реализации этих направлений. Ну и, конечно, Вильям Ачирович со своей командой, вот президиум наших уважаемых ветеранов проводит работу во всех районах республики, сплачивают вокруг себя ветеранов и Великой Отечественной войны, и ветеранов боевых действий, ветеранов труда. И, конечно, я хочу сегодня выразить большую благодарность Вильям Ачирович и президиуму нашего Республиканского совета. Еще раз хочу пожелать всем нам, уважаемые коллеги, плодотворной работы в рамках тех секций и обсуждений, которые предусмотрены программой Дальневосточного форума, пожелать и обменяться опытом, и отдохнуть. Сегодня у нас солнечная погода, Якутия приветствует наших гостей. И, конечно, пожелать всем плодотворного нашего сотрудничества в дальнейшем. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется министру по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Шамаеву Петру Витальевичу. Уважаемые ветераны боевых действий, уважаемые гости, молодежь нашей республики, приветствуем вас на открытии Дальневосточного форума «С чего начинается Родина». Как уже было ранее сказано, мы все надеемся и на самом деле уверены, что работа будет плодотворной. Мы найдем какие-то точки для решения определенных сложившихся проблем. Сегодня мы все знаем, что именно в плане патриотического воспитания есть определенные пробелы, о котором говорит и глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев. И хотелось бы, чтобы наша молодежь все-таки понимала, что именно на них лежит ответственность, чтобы сохранить историческую память. То, что вот наши уважаемые ветераны боевых действий потом и кровью добыли для нашего государства, а также лежит и ответственность за развитие нашего общества, всех нас и в дальнейшем существования нашей страны. Поэтому всех призываю активно участвовать, работать, и мы придем к определенным таким решениям, которые обязательно будем использовать в работе, не только, я думаю, в работе Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям, но и вообще во всех сферах и во всех направлениях, которые у нас на сегодняшний день присутствуют. Очень много у нас треков, я думаю, по всем ним будут резолюции, которые будут приниматься направлены в адрес правительства, и мы будем это реализовывать в дальнейшем в работе. Спасибо большое. Надеюсь, что этот форум пройдет для всех вас результативно. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется председателю общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильяму Ачировичу Иванову. Уважаемая Елена Александровна, Петр Витальевич, Александр Николаевич, при всей той огромной нагрузке, которая сегодня существует на республиканскую муниципальную власть, связанная с празднованием столетия нашей республики,
все-таки руководители правительства, члены правительства нашли возможность встретиться вот с молодежью, с ветеранами. Это, я считаю, дорогого стоит. Потому что у них сегодня каждый час, каждая минута расписана на несколько дней вперед. Вы знаете, вот сегодня начинается заключительное мероприятие по нашему гранту, который мы выиграли, участвуя в гранте главы республики. В августе прошлого года проводилось вот это вот мероприятие, когда разыгрывались, ну, в таком хорошем понятии этого слова, грант главы республики. Было очень много участников, были очень много направлений. И вот нашей общественной организации выпала честь выиграть вот этот грант, который, название нашего мероприятия, оно тесно связано именно с той настоящей де-факто жизнью, которая проходит в рамках вот существующего государственного устройства. Потому что нельзя видеть жизнь старшего поколения отдельно, жизнь молодого поколения отдельно. Все это происходит в одном доме, в одной квартире, в одном наследии, в одном районе и в республике в целом. Поэтому название нашего гранта было вот «Историческая память через связь и взаимодействие поколений, старшего и молодого поколения». Было нами представлено 6 мероприятий, из которых 5 уже было проведено. Это наше мероприятие идет уже с сентября 2025 года. Проблема была в том, что эти мероприятия в основном проводились онлайн. Но ничего плохого, я считаю, в целом в этом нету, потому что, как вот заметила Елена Александровна, и старшее поколение тоже начинает учиться, осваивать те требования сегодняшней жизни, которые заключаются в необходимости знать сегодняшнюю технику общения. И вот эти мероприятия, которые проводились онлайн, нам все-таки тоже помогли, и мы работали вместе с ветеранскими советами, а они подключали свои молодежные организации, и таким образом мы провели 5 мероприятий. Но вот очень активно участвовали ветеранские молодежные организации, я имею в виду, начиная участие принимали школьники, студенты, и просто рабочая молодежь. Мы провели несколько мероприятий, активно участвовали представители Республики Бурятия, города Хабаровска и других субъектов. Сегодняшнее мероприятие заключительное, и мы, когда готовили его, мы рассчитывали, что все-таки вот эта эпидемиологическая ситуация успокоится, наступит возможность от терминологии онлайн перейти на офлайн и встретиться живьем. То есть сидя друг против друга, разговаривая и получая тот опыт, который имеется. Но, к сожалению, проблема существует, и поэтому вот из тех 10 субъектов, которые мы пригласили, через приглашение начинали через губернаторов, соответствующих ведомств. Вот сегодня у нас присутствуют представители ветеранских организаций Приморского края и очень далекой Камчатского края. Я думаю, что мы найдем возможность сегодня в своих общениях, в тексте поделиться опытом, что-то новое, что мы где-то, возможно, не доработали, где-то, возможно, упустили. Я на это надеюсь. И призываю вас, участников этого форума, и старшее поколение, руководителей ветеранских организаций всех направлений, и молодое поколение у нас напрямую нам помогает помогли в оформлении вот этого мероприятия, провести его, это Министерство молодежи и социальных коммуникаций, чтобы вот эти секции 2, мы не стали много назначать вот этих секций для общения, а вот выбрали 2 направления, и я думаю, что в этих секциях я призываю всех принимать самое активное участие. Не просто прослушать, не просто записать, а именно высказать свои мысли и предложения, которые бы повлияли на качество нашей и ветеранской, и молодежной работы. Вот именно только для этого мы и собрались сегодня.
поделиться своим видением, своими предложениями, своим практическим опытом общественной работы в направлении патриотического воспитания. Что это такое, какие существуют проблемы, задачи, как их решать, это мы обсудим. Для того мы сегодня и собрались. И я очень благодарен руководству и директору этого музейного комплекса Дмитрию Ивановичу Соловьеву, который представил нам эту аудиторию. Еще есть один зал, где будут секции проводиться. Я думаю, что мы и дальше будем вместе с этим музеем «Россия. Моя история» вместе продолжать эту работу. Тут достаточно много, большая информационная база, которая интересна, начиная, плюс 6-летнего возраста и заканчивая, неограниченным возрастом. И это поможет нашей работе. И я думаю, что если мы с музеем заключим правовое соглашение, то и вы, представители наших улусов, районов, тоже в этом будете принимать участие. Так что давайте за работу возьмемся. Вы знаете, народ Саха в республике очень гостеприимный. Мы уже второй день сегодня работаем с нашими коллегами, ветеранами, и мы бы хотели свое гостеприимство ответить такими нашими национальными сувенирными принадлежностями. Я приглашаю сюда Юрия Константиновича, чтобы вручить эти сувениры, и он их повезет в город Владивосток, и там покажет и расскажет. Александр Владимирович, Камчатка. Далекий край, но нашли возможность. Всем спасибо.
Раз. Начинаем пленарное заседание на тему «Дальневосточное сообщество. Основа российского патриотизма». Слово предоставляется модератору заседания Иванову Вильяму Ачиловичу. Ой, микрофон. Есть, работает, спасибо, все. Я бы хотел еще раз повторить, что после пленарного заседания будет секционное заседание, и прошу еще раз принять самое активное участие. А сейчас по сценарию нашего форума разрешите мне предоставить слово для основного доклада информации министру молодежи и социальных коммуникаций Петру Витальевичу Шамаеву. Пожалуйста, Петр Витальевич. Организаторов прошу как-то вот эту трибуну осветить, чтобы Петра Витальевича хорошо было видно. Вот так вот. Ага. Я думаю, слайды виднее, надо, чтобы они были видны. Давайте, как скажете. Так, ну, добрый день еще раз. Хочу разрешите краткую информацию, доклад. На самом деле очень много, старались максимально сократить. Я думаю, будет информативно и какие-то выводы все здесь собравшиеся люди сделают. Так, развитие патриотического воспитания молодежи и детей является одним из важных направлений нашего министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Несомненно, для достижения целей государственной молодежной политики ежегодно необходимо решать приоритетную задачу. На сегодняшний день численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет составляет 310 282 человека, что составляет 31,5% от численности всего населения нашей республики. В целях реализации поставленных задач в области молодежной политики в республике принят закон Республики Саха-Якутия о патриотическом воспитании в Республике Саха-Якутия от 28 апреля 2022 года. Закон на самом деле обязывает ведомства и структуры, находящиеся на территории Республики Саха-Якутия, заниматься патриотическим воспитанием детей и молодежи. Это о чем говорит? Это говорит о том, что патриотическим воспитанием у нас не только Министерство по делам молодежи будет заниматься, и Министерство образования, а все учреждения в нашей республике. Поэтому это очень рабочий закон. Этот закон, я думаю, будет всем нам помогать. И в движении воспитания патриотического вот для молодежи будет играть основную роль. В целях консолидации усилий на подготовку и обучение по патриотическому воспитанию в республике главой Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым учрежден комплексный план мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи в Республике Саха-Якутия в 2022 году от 14 апреля 2022 года. В план включены 56 мероприятий, в том числе всероссийские, региональные, республиканские, на общую сумму 12 миллионов 453 тысячи 784 рубля. Дополнительные предложения в план от других министерств и от нашего министерства в том числе 19 миллионов 739 тысяч 915 рублей. Итого в плане у нас должно быть потрачено 32 миллиона 193 тысячи 699 рублей. Из них в 2022 году в государственной программе реализации молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества в Республике Саха-Якутия на 2020-2024 годы и плановый год 2025 год в подпрограмме номер 3 «Воспитание патриотизма у граждан национальной идеи государства» предусмотрено 1 миллион 700 тысяч рублей. Это расходы нашего министерства, Министерства по делам молодежи. Тут есть 3 мероприятия. Грант главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества в Республике Саха-Якутия, патриотическая направленность 500 тысяч рублей. Организация проведения мероприятий, приуроченных к официальным праздничным юбилейным датам, 400 тысяч рублей. Это 1 мая, 9 мая, 23 февраля, юбилейные даты ежегодно, да? И патриотический слет учащихся и молодежи, слет юнармии, 800 тысяч рублей.
Помимо этого, мы понимаем то, что этих денег недостаточно, помимо этого нам удалось в начале года получить софинансирование из федерального бюджета на проведение конкурса грантов главы Республики Саха-Якутия по направлению деятельности в сфере патриотического воспитания граждан 2022 года в размере 6 миллионов 430 тысяч рублей. Данное софинансирование получили 8 некоммерческих организаций. Следует отметить то, что все это, весь бюджет министерства был сформирован уже в декабре прошлого года, и в декабре же нам удалось получить вот это софинансирование. Дополнительных, к сожалению, мы дополнение внесли на 19 миллионов, да, совместно с другими министерствами, пока у нас дополнительного софинансирования не было. Так. В 2021 году для организации призывной кампании приобретено новое здание для сборного призывного пункта Республики Саха-Якутия по адресу 50 лет Советской Армии по государственной программе реализации молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества в Республике Саха-Якутия. Совместно с военным комиссариатом, в связи с этим, совместно с военным комиссариатом республики рассматривается возможность размещения ресурсного центра патриотического воспитания на базе сборного пункта. Предполагается, что по линии центра годовой охват призывной период составит порядка 6 тысяч рублей, а также в ресурсном центре, который будет размещаться там, мы планируем проводить сборы. У ребят, у школьников будет уже казарменное положение, они будут знать и уже учиться, как служить, какие-то там жизненные хитрости. Я думаю, ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны по возможности, конечно же, будут приходить и разговаривать уже на базе данного центра. Ежегодно в республике проводится ряд мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации с общим охватом более 100 тысяч человек, направленных на формирование у молодежи чувства патриотизма. Данные мероприятия вы можете увидеть на слайде. Министерство проводит комплексные мероприятия совместно с ДОСААФ России в Республике Саха-Якутия, военным комиссариатом Республики Саха-Якутия, молодежными общественными ветеранскими организациями. На сегодняшний день региональное отделение ДОСААФ Республики выразило согласие выступить в качестве пилотного региона для создания на базе ДОСААФ Республики единого современного центра для подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия при поддержке Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики в условиях санкций и информационной дезинформации населения проводится работа просветительского характера с детьми и молодежью, молодежными общественными организациями, специалистами по молодежной политике и поддержку российских войск и поднятие патриотического духа граждан. Кроме того, в рамках мер по упреждающему реагированию на возможные негативные тенденции среди молодежи проводятся уроки мужества, полевые лагеря, сборы со школьниками и диалоги на равных. Нашим министерством 2021 года реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории Республики Саха-Якутия», национального проекта образования, обеспечивающего функционирование патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках данного проекта реализуются 3 результата. Результат номер 1. Внедрение рабочих программ воспитания обучающих в общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации плановое значение для достижения результата на 2022 году. Данный результат ответственным является Министерство образования Республики. Результат номер 2. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ответственный Минмол. Результат номер 3. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений. Поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское патриотическое воспитание детей и молодежи. Ответственным тоже является Минмол. Хочется отметить, тут цифры озвучены весьма большие, но хочется отметить то, что мы на самом деле считаем все мероприятия, которые проводятся Министерством образования, начиная с детского сада, школы, наслега, района и республики. Но
Мы все знаем то, что не каждый человек, который принял участие в патриотическом мероприятии, на выходе становится патриотом. Как бы, тут тоже есть очень большое поле для работы. Я думаю, именно в этом форуме мы какие-то решения тоже найдем. Достижение данных результатов предполагает многоплановую, систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и решений широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвано придать ему дальнейшую динамику. 28 апреля на заседании Ленского клуба «Задача на будущее. Приоритеты воспитания молодежи» Айсин Сергеевич отметил следующее. Когда на страну идет такая целенаправленная атака, в том числе и на идеологическом фронте, одна из ключевых задач, которая на нас ложится, это вопрос воспитания молодежи. Задача тем более сложная, что на протяжении нескольких десятилетий у нас там было чистое поле. Эта проблема обозначена конкретно главой нашей республики, и мы видим министерство, ряд проблем, которые нам предстоит решить. Да? Например, очень серьезной проблемой мы думаем, что большинство информации, которую мы делаем, СМИ, НВК, газеты, они до конечного потребителя, так скажем, да, до нашей молодежи, к сожалению, не доходят. Поэтому определяем основное направление – это живое общение. Министерством по делам молодежи и мной лично каждый вечер, когда у нас студенты пока не уехали на каникулы, проводятся живые встречи. И живые встречи, как показывает опыт, они на самом деле очень действенны. И мне кажется, все-таки с помощью вас, уважаемые ветераны, мы сможем наладить это движение, когда сможем разговаривать уже с молодежью как лицом к лицу. Также хочу отметить, что на самом деле не хватает единой идеологии, которая была во времена Советского Союза, да? И очень большая надежда, что с принятием закона, с принятием комплексного плана патриотического воспитания у нас эта идеология и это направление будет развиваться. Сейчас на всех ВКСах, где мы видим и участвуем, на самом деле этот вопрос очень серьезно поднимается, и уже слышатся такие фразы, как «мы должны вернуть то, что у нас отняли 30 лет назад», и на самом деле в этом направлении работа будет на федеральном уровне, на республиканском уровне проводиться очень серьезно. Вкратце у меня доклад на этом заканчивается. Я вам рассказал крупными мазками, какая работа у нас ведется. И есть, я думаю, появилось определенное понимание по цифрам, по бюджету, с которым мы сейчас работаем, с которым работает наше министерство. И мы ждем, конечно же, дельных предложений, которые могли бы решить определенные проблемы, которые сегодня перед нами обозначены. Спасибо. Спасибо, Петр Витальевич. Я думаю, что как раз эти вопросы будут обсуждены на сессионном заседании. Слово предоставляется, пожалуйста, почетному председателю Республиканского совета ветеранов, кавалеру ордена «Полярная звезда» Владимиру Дмитриевичу Слепцову. Пожалуйста, Владимир Дмитриевич. Уважаемые участники нашего дальневосточного форума, с чего начинается Родина. Я хочу от имени старших ветеранов нашей республики горячо и сердечно вас приветствовать столетием образования нашей республики, 390-летием вхождения нашей республики в состав могучего великого русского государства, 35-летием образования нашей ветеранской организации Якутии. Я хочу особо приветствовать
наших представителей Дальневосточного федерального округа, которые приехали с Камчатки и Владивостока и принимают активное участие в наших мероприятиях. Дорогие товарищи, в таком форуме, ввиду пандемии, мы не могли общаться, мы не могли провести открыто наши ветеранские мероприятия, наши конференции, пленумы. Но тем не менее, благодаря нашему руководству нашей ветеранской организации Юрию Васильевичу, Галине Николаевне Лебедевой, поддержка нашего министерства Елены Александровны, наша ветеранская организация за эти годы регулярно проводила заседания президиума, пленуму, даже конференции и разные мероприятия наших ветеранских организаций. Я благодарю председателей Совета ветеранов даже вузов, городов и районов, что они освоили компьютер, так и смогли принимать участие в этих мероприятиях. Вот благодаря, значит, именно этому наша ветеранская организация не потеряла свое лицо, она сегодня жива и работает в полном объеме. И, значит, сегодня вот проводит такую большую региональное мероприятие Дальневосточный форум. Наш форум проходит в условиях очень тяжелой обстановки в нашей стране. Мы никогда не думали, что через 77 лет после окончания Великой Отечественной войны две братские народы, русские и украинцы, будут воевать друг с другом. Это трагедия, это несчастье, которое сегодня нас окружает. И мы, старшее поколение, участники войны, ветераны тыла, дети войны, очень переживаем. У меня племянница живет в Украине, Сумах. Племянница живет в Белгороде, в 30 километрах от границы. И поэтому я ночью очень плохо сплю, потому что они находятся и даже вот село, которое моя племянница живет, стреляет в украинские ракеты. Поэтому нам, ветеранам, очень тяжело. На нас ополчились все, значит, во главе Соединенных Штатов Америки, все западные страны. Я считаю, что эта война большой просчет наших бывших руководителей Советского Союза. Вот посмотрите, первый секретарь Минского Украины Кравчук, он именно угрожал, он хотел стрелять, убивать русских, если они, значит, появятся вот в Украине. Но Бог его покарал, он недавно ушел. Замедленные мины положил Хрущев, который, значит, разоблачил, значит, опозорил нашего великого человека Сталина, отдал Крым Украине. И вот сегодня мы пожинаем плоды вот этой политики. Сегодня руководство
правительствами государствами западных стран пришли внуки бывших фашистов. Шольц – это сын, внук генерала, оберштурмфюрер. Министр здравоохранения Германии тоже оберштурмфюрер. Министр экономики тоже штурмфюрер. И вот поэтому поколение изменилось, и поэтому вот эти, они не понимают, и у них есть внутри какая-то, значит, обида. И вот они, все западноевропейские страны, пошли против России. Если мы 24 февраля не начали, значит, наши, значит, вот эту войну против фашистов, нацистов, бандеровцев, спецоперацию, то на следующий день была бы война, большая война вот со стороны Украины. Поэтому сегодня вопросы патриотического воспитания, вопросы воспитания нашей молодежи, наше население, патриотическое воспитание, именно на примере нашего старшего поколения приобретает особое значение. В этом наши ветеранские организации, наши вот сегодня присутствуют участники боевых действий, афганцы, и вот наша молодежь, и поэтому имеет очень большое значение. Я участвовал в течение 11 лет в многих российских мероприятиях Всероссийского совета ветеранов. Я помню 2010 год, 6-й съезд Всероссийского совета ветеранов. Там были избраны более 300 делегатов. Среди этих делегатов было 40 генералов и адмиралов, 27 героев Советского Союза и социалистического труда, выдающиеся люди нашей России. Наши ветеранские организации о России работали бывшие партийные работники, например, вот Воротнюков Виталий Иванович, бывший председатель Совета министров России, Владимир Иванович Долгих, дважды герой Советского Союза, социалистического труда, секретарь ЦК КПСС, председатель Московского городского совета ветеранов. Вот такие люди руководили нашими ветеранскими организациями. И вот поэтому вопрос, кто будет руководить ветеранскими организациями, сегодня приобретает особое значение. Особое значение. Я вот знаю, что у нас в нашей республике ветеранскими организациями руководили большие, выдающиеся люди нашей республики. Например, председателем Совета ветеранов города Якутска работал Упхолов Петр Михайлович, он заместитель председателя Совета министров нашей республики. Секретарь Алексеевна Курчатова, так, председатель телевидения, радиовещания нашей республики, секретарь Минского райкома партии. Вот сегодня руководит нашей ветеранской организации города Якутска бывший военком, полковник Тревша Николай Александрович. Вы знаете, после ухода Михаила Дмитриевича Попова была чехарда этой ветеранской организации. И вот приходом Николая Александровича эта организация, значит, стала воевой, работоспособной, и он проводит, Николай Александрович, вместе со своими ветеранами очень большую работу. Так, или вот посмотрите, ветеранская организация Намского района, Матрена Васильевна Петрова, которая долгие годы руководила. Это самая лучшая ветеранская организация. Сейчас сегодня возглавляет эта организация Софья Семеновна, и тоже является. Или посмотрите Меганогласский, значит, район Максима Маргарита Семеновна, вот которая сегодня присутствует. Калининский Иван Николаевич Сусалданский. Вот такие люди,
патриоты, как и вот наш председатель, Вильям Атиревич и другие, значит. Вот настоящие патриоты, которые, несмотря на, значит, на мизерную зарплату или без оплаты, ради, значит, благополучия, ради социальной защиты наших ветеранов работают и, значит, проводят очень большую работу улучшения ветеранской организации. Поэтому сегодня я прошу, что вот именно наше Министерство социальной защиты, наш глава республики Айсен Сергеевич оказывает очень большую поддержку и помощь, значит, нашей ветеранской организации. У нас не проходит, значит, президиума, пленумов, конференций без присутствия, например, вот Канин Александр Николаевич, советник вот главы. Он постоянно принимает участие в наших ветеранских организациях. Елена Александровна, вот министр. Вот поэтому именно вот эта поддержка, значит, нам помогает в работе ветеранской организации. Я бы еще хотел сказать в вопросах патриотического воспитания инициативы отдельных наших патриотов. Александр Самсонов, Парпеньевич Самсонов. Сколько лет он, значит, возложил своего труда, так, объезжая наши все населенные пункты нашей республики, школы, чтобы довести дух патриотической работы времен Великой Отечественной войны. Я помню, 70-летие Победы, только за 1 год он дал 300 концертов нашим, значит, ветеранам, школьникам, нашей молодежи. Именно песни Великой Отечественной войны являются одним из источников патриотического воспитания нашей молодежи. И поэтому именно одним из компонентов патриотического воспитания мы должны научить наших детей, наши подростки, молодежь знанию, значит, песен Великой Отечественной войны и в каких условиях, как они создавались. Вот сегодня мы начали свой форум, с чего начинается Родина. И вот послезавтра, 22 июня, будет начало Великой Отечественной войны. И в этот день мы поем, Александр Парпеньевич всегда пел песню «Журавли». И вот всегда, вот много посещая, я всегда, слушая вот эту песню, у меня всегда в слезах, в глазах появлялись слезы. Потому что эта песня, она охватывает, она, значит, объединяет, потому что вот эта песня была, она создана именно великим дагестанским поэтом Муса да, вот, и вот эта песня, значит, услышал, это слово услышал Марс Бернес, который попросил композитора Ян Прелькера вот сочинить эту песню. Вы понимаете, что это о семье, который потерял 7 детей вот, в Великой Отечественной войне. Наши Якутии тоже кто 4, кто 5. Вот я помню, значит, мы поставили памятник матери, прообраз Малгиной. Мы хотели, чтобы показали именно образ вот этой женщины Малгиной. Но наши скульпторы, значит, поставили там девушку, которая идет на ВСХ в национальном костюме. Года войны такого не было.
Вот Михаил Ефимович Николаев, давая дань памяти матерям в Смоленске, около дома Гагарина, значит, поставил памятник матери Гагарина. Я вот тогда присутствовал, открытии и так далее. Вот именно русская женщина, русская мать, вот такая мужественная, какая она была в жизни, вот воспитывала таких патриотов, как Гагарин. Или наша Малдина, которой 5 детей, сыновей отправила эту войну, и они все превратились в белых журавлей. Поэтому вопрос патриотического воспитания, это вопросы очень многогранны. В этом мы, ветераны, должны пропагандировать и воспитывать. И последнее. Сегодня участников Великой Отечественной войны осталось 22 человека нашей республики. Они уже не могут идти к молодежи, школьникам. Ветеранам тыла, я вот ветеран тыла, самый молодой, 88 лет. Дети войны, вот им будет скоро 75 лет. Кто пойдет молодежи рассказывать о героизме советского народа? Вот эти ребята, афганцы, они еще чуть молодые, участники боевых действий. Вот и тут и Сементай, значит, кавалер ордена боевого красного знамени. Вот они. И вот сегодня сколько нашей молодежи воюет в Украине, сколько тысяч, это будет сотни тысяч раненые, значит, участники. Поэтому они должны продолжать традицию участников Великой Отечественной войны. Но надо, чтобы мы детей воспитывали не только на боевых, но трудовых традициях. Так? И поэтому надо и учителей, и врачей, и строителей, и работников сельского хозяйства побольше организовать встречу. И именно проводить целенаправленную патриотическое воспитание нашей молодежи. Сегодня эта задача одним из главнейших задач. Сегодня поставлена задача возрождения детской организации, вроде Федерской. Это совершенно правильно. Сегодня принято решение об изучении гимна Советской России в наших школах. Вот такие все мероприятия нам должны помогать организации патриотического воспитания. Я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно, плодотворной работы именно в патриотическом воспитании, любить, ценить, защищать свою родину. Спасибо. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Слово предоставляется министру молодежи Петру Витальевичу. Витальевич, пожалуйста. Что будет сейчас? Так, музыка Яна Френкеля, слова Расула Гамзатова, песня «Журавли». Вас поздравляет Государственный ансамбль Республики Саха-Якутия «Туймада». Внимание на экран. Здорово.
На сцену приглашается министр по делам молодежи и социальной коммуникации Республики Саха-Якутия Шамаев Петр Витальевич для торжественного вручения. Сертификат главы Республики Саха-Якутия вручается победителю конкурса грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества в Республике Саха-Якутия 2022 года Иванову Вильяму Ачировичу, руководителю проекта молодежи Саха-Якутия, общественной организации ветеранов пенсионеров войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия. Ветеранское сообщество обеспечено работой на этот год. Будем работать. А сейчас начинается торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия и общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия. Слово дайте. А как же? Так, слово предоставляется Кузьмину Александру Николаевичу, руководителю Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» по Республике Саха-Якутия. Слышно, да? Еще раз добрый день, уважаемые участники форума. В нашей республике традиционно уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, реализуется комплекс патриотических мероприятий, молодежных проектов. И за последние годы были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию системы военно-патриотического воспитания молодежи. Отрадно, что в апреле этого года у нас в Республике Саха-Якутия был подписан закон Республики Саха-Якутия о патриотическом воспитании в Республике Саха-Якутия, что не может нас не радовать, так как у нас есть в республике создан ресурсный центр военно-патриотического воспитания, который, собственно, курирует и координирует деятельность системы патриотического воспитания в Республике Саха-Якутия. И также с 2019 года у нас указом главы Республики Саха-Якутия реализуется указом главы реализуется проект «Мы будущее России», который направлен на развитие гармонично развитой социально ответственной личности, патриота, готового развиваться в интересах своей семьи,
общества и страны в целом. Мы, как ресурсный центр, созданы в 2019 году приказом Министерства образования и науки на базе Якутской кадетской школы-интернат. И сегодня уникальную модель патриотического воспитания реализует наша Якутская кадетская школа-интернат, который создан в 2000 году указом первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И в нашей республике сегодня действует 280 военно-патриотических клубов с общим охватом более 10 тысяч детей, 184 юноармейских отрядов с охватом более 7 тысяч детей, 2 кадетские школы-интернат и 7 кадетских классов в муниципальных районах нашей республики. Хотелось бы остановиться вкратце о деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Республики Саха-Якутия. Это федеральная повестка в соответствии с концепцией системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе до 2024 года. Во всех субъектах Российской Федерации создаются так называемые центры «Авангард», которые призваны воспитать молодежь в духе патриотизма, подготовки к военной службе и работают по 3 основным направлениям. Это учебные сборы с обучающимися, это летние профильные лагеря и краткосрочные курсы повышения квалификации. Здесь вы видите о том, что в прошлом году у нас в Республике Саха-Якутия посетил главнокомандующий Восточным военным округом генерал-полковник Житко Геннадий Валерьевич, в ходе которого он встретился с нашим главой Республики Саха-Якутия Александром Сергеевичем Николаевым, где было принято решение по укреплению материально-технической базы учебного центра «Авангард». И по итогам встречи при поддержке Министерства обороны, при поддержке нашего правительства Республики Саха-Якутия было доставлено 28 единиц демилитаризованной военной техники, которые сегодня экспонируются в качестве учебных целях на базе Якутской кадетской школы-интернат. И часть техники планируется передать городу Якутску в парке «Патриот», также для экспонирования. Здесь вы видите экспозицию военной техники, которая у нас представлена в нашем центре Якутской кадетской школы-интернат. Это бронетанковое вооружение и артиллерийское вооружение. Сегодня уже еженедельно у нас проводятся экскурсии для школьников, для студентов, для населения, проводятся учебные сборы в соответствии с графиком. Также была доставлена классная учебная материальная база именно для обучения наших не только кадет, но и в целом для детей республики. Центр у нас, как я уже сказал, создан в 2019 году, координирует деятельность всей системы патриотического воспитания. Это у нас учебный центр, соответствующие поручения руководства президента страны Владимира Владимировича Путина. В целом наша организация, ресурсный центр, проводит достаточно много работы по военно-патриотическому воспитанию школьников. Ежегодно у нас проводится комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию. Ну, основные у нас стержневые мероприятия — это республиканские военно-спортивные игры «Снежный барс» и «Защитник Отечества», которые проводятся весной и осенью соответственно, победители которых направляются в финалы всероссийских военно-спортивных игр «Победа» и «Дальневосточная победа». Буквально на днях победители регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и «Снежный барс» готовятся к участию в финале Всероссийской военно-спортивной игры. Это военно-патриотический клуб «Пламя», Чураптинский УЛУС. И осенью у нас планируется также выезд наших воспитанников военно-патриотического клуба «Миры» в Хабаровский край. Вот моменты игры
участвует примерно со всеми школьными, муниципальными, республиканскими охватами. У нас более 10 тысяч наших школьников. Совместно с социальными партнерами мы проводим много таких мероприятий, не только патриотические, но и творческие концерты, которые мы проводим на базе наших социальных партнеров. 23 февраля, 8 мая традиционные наши творческие концерты. Турниры по боксу, по самбо, по подтягиванию, гировому спорту. Ну, перечень, коллеги, мероприятий у нас достаточно большой. Ежегодно мы проводим около 100 мероприятий. Но здесь отмечу, что наш центр является крупным, но не единственным, скажем так, организацией, которая занимается патриотическим воспитанием. У нас в республике очень сильные также и другие наши социальные партнеры, ДОСАВ, ветеранские организации, наши ресурсные центры, другие наши социальные партнеры. И со всеми мы проводим данную работу. Здесь хочется остановиться по деятельности нашего регионального отделения, который создан в 2016 году. В этом году исполняется 6 лет. Здесь вот присутствуют наши юнормейцы, как вы видите, в красно-бежевых юнормейских формах. Участник Всероссийского форума «Юнармия за». Романов Айвар, пожалуйста, встань, покажись. Это юнормеец, который принял у нас в центре «Авангард» в качестве делегата. Прокопьев Руслан здесь. Вот, Руслан, 13-я школа, также участник форума. И по итогам проводимой работы наше региональное отделение входит в тройку призеров в Дальневосточном федеральном округе по итогам Всероссийского смотра конкурса на Кубок заместителя министра обороны Российской Федерации. Наши юнормейцы участвуют практически во всех проводимых мероприятиях, ключевых мероприятиях. И за годы, которые мы организовали, 49 юнормейцев были награждены нагрудными знаками «Юнормейская доблесть». Здесь присутствует Хабров Харасхан, который ко Дню России был награжден всероссийской медалью 3-й степени. Поздравляем Хаброва Харасхана. 24 школьника. Это Чураптинский, Вилюйский, Татинский, город Якутск и кадеты Якутской кадетской школы-интернат. При поддержке города Якутска, лично мэра Евгения Николаевича, в Якутске у нас в прошлом году создан Центр подготовки юнормейцев, Дом юнармии, и благодаря этому мы претендуем на федеральное финансирование более 500 тысяч рублей. Это оборудование Дома юнармии, где мы планируем осенью торжественно открыть Дом юнармии. Также у нас проводятся ежегодно профильные смены в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». Большое спасибо нашим коллегам, где наши юнормейцы проводят мероприятия. Мы приглашаем наших социальных партнеров, ветеранских организаций, чтобы они встречались с детьми, рассказывали о роли и месте патриотического воспитания. И очень, скажем так, много мероприятий, которые мы проводим, проектов, которые мы реализуем в нашей республике. Много еще нам предстоит сделать. Мы участвуем сейчас совместно с Министерством по делам молодежи в всероссийской акции «Граффити Победы», которую также мы хотим открыть осенью этого года. Уважаемые участники форума, сегодня мы обсуждаем актуальные вопросы патриотического воспитания, о роли ветеранских организаций в патриотическом воспитании. И только объединяя усилия органов исполнительной власти, ветеранских организаций, мы сможем достичь нашей общей цели. Это воспитание патриота и гражданина нашей большой страны России. Спасибо. Так, спасибо, хорошая информация, интересно, думаю, будут экскурсии на территорию кадетской школы, чтобы посмотреть эту демилитаризованную технику. А сейчас, уважаемые участники форума,
объявляется перерыв на кофе-брейк на 10 минут. Потом, да, внимание, потом сразу же вы после кофе-брейка, да, должны участвовать в секциях. Я хочу объявить, первая секция называется «Духовное наследие прошлого», модератор Николаева Виктория Васильевна. Это на первом этаже. На втором этаже секция называется «Патриотизм и наставничество», модераторы Лебедева Галина Николаевна и Николай Александрович Трепша. Прошу определиться, выступающие знают, куда им идти. Давайте перекусите, горячий кофе, чай, печенюшки и так далее.
В работе секции номер 2 принимают участие Нуриев Александр Нагимович, председатель Камчатского краевого совета ветеранов, Тумай Игорь Григорьевич, директор военно-патриотического воспитания общества «Медведь», Старая Руса, Новгородская область. Потапова Анна Степановна, член общественной организации ветеранов кинематографии Республики Саха-Якутия. Анна Степановна, вы в зале? Ага, все готовы, да? Лютый Валерий Алексеевич, народный депутат Республики Саха-Якутия, руководитель исполкома Общества Народного фронта, председатель Якутского регионального отделения Российский союз ветеранов Афганистана. Так, в зале. Иванова Варвара Сергеевна, председатель Совета ветеранов педагогического труда Республики Саха-Якутия, и Семенова Антонина Егоровна. Так, они тоже в зале. Местников Василий Васильевич, председатель Совета ветеранов Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. Так, все мы на месте. Дичковский Михаил Владимирович, директор Музея воинской славы Чурапчинской среднеобразовательной школы номер 2 имени Ивана Михайловича Павлова. Сейчас он подойдет. Хорошо. Баракова Раиса Михайловна, председатель Совета ветеранов Ленского района. Так. Пахомова Любовь Романовна, председатель Совета ветеранов Горного Улуса. Горный Улус у нас сидит. Так, все отлично. Все у нас участники на месте. Модератором круглого стола является директор государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» Галина Николаевна Лебедева. Второй модератор Трепша Николай Александрович, председатель городского совета ветеранов. Сейчас я слово передаю модератору секции Галине Николаевне Лебедевой. Ну, еще раз всем добрый день. У нас прошла пленарная часть, где вы все были слушателями очень хорошего выступления Будимира Дмитриевича, который в своем выступлении поставил цели и задачи ветеранского движения Республики Саха-Якутия по патриотическому воспитанию молодежи. И это вообще полностью весь наш форум посвящен именно организации взаимодействия с молодежью и школьниками. Я сейчас с большим удовольствием предоставляю слово заместителю председателя Приморского краевого совета ветеранов Илье Константиновичу Каре. Не-не-не, он на другой секции у нас. Да, это у нас... Так, Камчатка, извините, пожалуйста. А почему так написано? Александр Нагимович, пожалуйста, заместитель председателя. Нет, он заместитель. Он заместитель. Нет, председатель. Один, ну видите, я как бывший радиожурналист сразу настроил телефон. Это Камчатка. Может, это другая секция попала? Да, это Камчатка. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Свое выступление начну с цитаты древнекитайского философа Сунь Цзы. «Разлагайте все хорошее, что из стани противника. Вовлекайте видных представителей вашего противника в преступные мероприятия, разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской страны. Подстрекайте молодежь против стариков. Не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят богатые дивиденды». Вот, товарищи, вам, наверное, напоминает это сценарий по развалу Советского Союза. И по такому же сценарию проходят идеологические диверсии против Российской Федерации. Я не буду останавливаться подробно на всех идеологических диверсиях, уж кто-кто, вы это прекрасно знаете, но скажу, что не все благополучно и на постсоветском пространстве. Это и события в Беларуси двухлетней давности, где голову подняли нацики, да, и в этой республике есть сволочи, понимаете, прошу прощения за такое выражение, да, вот. Ну и, конечно, что касается Украины, это вообще из рук вон выходящее. Вот. Подробно не буду на это останавливаться. Кстати, недавно с места событий этого с территории вернулся наш зампредседателя Камчатского городского совета ветеранов войны и труда Валера Золочевский.
Казалось бы, в России подобного быть не должно, но это только кажется. Серьезные проблемы патриотического воспитания молодежи имели место и в советское время. Но то, что происходило в 90-е годы, не поддается разуму. Вспомните, как либеральные СМИ поливали грязью само слово «патриот», а какие мерзкие фильмы, телепрограммы и книги, кстати, по-прежнему доступны нашей молодежи. И как результат, в 90-е годы мы безвозвратно потеряли 2 поколения. Это неоспоримый факт. Выступая на одном из парадов, президент России отметил: сегодня мы видим, как сборище недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Этого допустить нельзя. Да, эти мерзавцы и в России никуда не исчезли. Они ведут целенаправленную подрывную работу прежде всего среди молодежи. Ну, официоз их называют либералами и скептики, а это, товарищи, по большому счету, 5-я колонна. Я не боюсь этих слов, я за них отвечаю. Которым беспрепятственно предоставляется государственный телерадиоэфир, страницы государственных печатных изданий. Их мерзкие книжонки продаются свободно на советском рынке. И если до перестройки считалось, что на идеологическом фронте мы имеем дело с внешним противником, то уже более 30 лет налицо противник внутренний, который, кстати, успешно наносит нам удар в спину. И только один пример. Перед выступлением в одной из школ Краевого центра я задал ученикам 11 класса 2 вопроса. Кто такой генерал Карбышев? Ответили 5 человек из 25. Ответили правильно. Кто такой генерал Власов? Внимание. Ответило 18 человек, заявив, что это русский патриот, который боролся против большевистской диктатуры. А все потому, товарищи, что сегодня в интернете размещены гимн РОА, песня «Слава РОА». В Петербурге профессор Алексеев готовится защитить диссертацию на тему «Власовщина. Форма социального протеста». А директора Ельцин-центра Соколов, внимание, предлагает вынести на общественное осуждение вопрос о реабилитации генерал-предателя Власова. Святотатственным освящением и осквернением памяти жертв блокады Ленинграда Совет ветеранов Камчатки считается установление в Петербурге мемориальной доски в честь финского маршала-фашиста Маннергейма, чьи войска участвовали в блокаде города на Неве, а сам маршал получил железный крест из рук Гитлера. И открывали доску бывший министр обороны России Иванов и бывший министр культуры России Мединский. Ветераны войны возмущены установлением в Москве памятника Солженицыну, который в своих грязных книжонках оправдывал власовцев, бандеровцев, лесных братьев Прибалтики, а русскую нацию, внимание, считал самой презренной, покинутой, чуждой и ненужной. Нормальные слова? Нормальные слова. Далее, товарищи. Я не случайно привел пример из выступления президента России, который постоянно напоминает нам о том, что нашу историю надо уважать и бороться с попытками фальсификации. Но тут же невооруженным глазом видны двойные стандарты. Как объяснить тот факт, что 1995 года на парадах, в речах главы государства не упоминается руководящая роль ВКПБ в мобилизации народа на борьбу с фашизмом? И что победу одержали воины первого в истории человечества социалистического государства. В День Победы именно Сталина не упоминается, а если упоминается, то исключительно в негативном свете. А мавзолей Ленина, главный символ парада Победы 1945 года, вот уже который год, прячется стыдливо под фанерку. А ведь именно к подножию мавзолея были брошены знамена и штандарты поверженной Германии. Если сегодня опасен фашизм, неонацизм, как говорит глава нашего государства, то почему в нашей стране чтится память писателя Ивана Шмелева и философа Ивана Ильина? Да, это умнейшие люди были, но это были идеологи русского фашизма, у которых главным любимым героем был Гитлер, и они приветствовали нападение Гитлера на Советский Союз. Почему сегодня в школах не изучаются антифашистские произведения Шолохова, Бондарева и других классиков русской и советской литературы, национальной тоже литературы? Скажите, товарищи, какую пользу почерпнет молодежь от книг Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и Рыбакова «Дети Арбата»? И последнее. Я, в общем-то, всегда с глубоким уважением относился к православию,
Вот, и сам являюсь представителем крещенных татар, да? Но как объяснить заявление патриарха Кирилла, что Великая Отечественная война – это Божье наказание нашему народу за поддержку богоборческой власти? Или такой вопрос. Как объяснить тот факт, что не прекращается издевательство над историей Советского Союза, и в то же время по телеканалам идет трансляция медалей в честь столетия образования СССР? И говорится, действительно, какое было великое и могущественное государство. Дорогие друзья, двойные стандарты, как показывает опыт, приводят к тому, что из наших детей могут вырасти Иваны, не помнящие родства, которые патриотами уже никогда не станут. Вот в таких непростых условиях мы все работаем, не только Камчатка, вся Россия в таких непростых условиях. И все-таки мы находим возможность работать с молодежью даже в условиях пандемии. Правда, нам частенько отказывали в проведении мероприятий, мы это понимали, это все связано было с пандемией. Но тем не менее, мы проводим мероприятия с дворцами молодежи края и краевого центра, музеем боевой трудовой славы Петропавловска-Камчатского, городках Ельзово, в районах муниципальных образований. Но, к сожалению, у нас 6 муниципальных образований мы не можем охватить, потому что они находятся в таком месте, куда можно добраться только самолетом. И даже когда мы имеем возможность полететь туда, погода вносит свои коррективы, и мы туда не помещаемся. Вот. Ну, что еще в форме и метода работы нашей с молодежью? Это совместные концерты, патриотической песни. Вот. Тем более среди наших ветеранов. Это молодые у нас люди, ветераны. Есть замечательные мастера, будем так говорить, культуры и искусства. Александр И ваш покорный слуга тоже имеется, к этому отношению относится. Ладно, мне уже сделали замечание, я выступление вам оставлю, но в заключение моя ремарка. Многолетний опыт убедительно доказывает, что работа с молодежью должна быть постоянной, не от случая к случаю и не от даты к дате. Только тогда ряды патриотов России будут пополняться достойными гражданами нашей страны. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Нагимович. Но я думаю, сохранение исторической памяти, вот о том, о чем говорил Александр Нагимович, это самое основное, что сегодня должно быть, чтобы не искажалась история Великой Отечественной войны и наша победа с фашизмом. Я бы еще хотела вот перед выступлением нашего гостя из Старой Руссы сказать о том, что с 2017 года в Республике Саха-Якутия идет поисковое движение. Мы вошли в поисковое движение Российской Федерации, и на протяжении последних лет около 120 студентов нашей республики выезжают на места сражений, где поднимают останки бойцов Красной Армии. И сегодня у нас в гостях директор военно-патриотического общества «Медведь» Игорь Григорьевич Тума, Старая Русса, Новгородская область, о работе поисковых отрядов и увековечения памяти погибших. Пожалуйста. Добрый день. Я прошу прощения за голос, буквально позавчера пропал. Поэтому от волнения, наверное. Я попрошу, чтобы мне позволили немножко больше, чем 5 минут, потому что еще презентация у меня. Поэтому, чем занимаются поисковые отряды, вы прекрасно понимаете, да? Мы работаем на местах боев Великой Отечественной войны, ищем останки бойцов, которые не были похоронены в те годы, и с почестями приведем их к земле. Устанавливаем имена героев и, так сказать, устанавливаем историческую справедливость. Я вот больше 20 лет занимаюсь именно с подростками. В моем отряде основная часть участников – это студенты, учащиеся. Вот. Для начала просто я хотел бы, чтобы вы посмотрели презентацию, в которую вошли фрагменты работы нашей за 20 лет, а потом я продолжу.
Мне снился сон, меня шли ворот, по косточкам подняли с земли. Мне снился сон, приходит похоронка той девочки, с которой мы росли. И я поднимаюсь с цветком в руке, с ржавой кровью на ржавом штыке. Последний окопчик, последний покой, дойти до могилы, последний мой покой. Мне снился сон, меня не опознали. Мой медальон был пулей разбит. Мне снился сон, осколки доставали из сердца моего куска земли. Кровавое солнце над лесом встает, и рота за ротой на небо идет. Пробитые каски, на ребрах бинты, истлевшие письма, живые мечты. Мне снился сон, где мы найти успели, землей в крови и кровь на сапогах. Мне снился сон, где, умирая телом, мы пробуем душой атаковать. И черные кости в замерзших руках лежим мы повзводно в сосновых гробах. Патроны в подсумках, в глазницах вода, я без вести павший обычный солдат. Мне снился сон. Ну, этот ролик немножко устарел, там уже цифра другая, с бойцами уже более 1200 у нас бойцов найдено. Вот, ну, какую основную цель ставлю я перед собой, работая с детьми? Конечно же, чтобы оторвать их от гаджетов, чтобы они увидели что-то своими глазами, сделали что-то хорошее своими руками, до чему-то научились. Вот, я им рассказываю о том, какая это была война. И эти рассказы подкрепляются именно тем, что они сами видят и к чему прикасаются руками. Вот, значит, 2 года назад в России как бы стало зарождаться движение «Поисковики школам». Это движение было предложено президенту России 2 года назад новгородским поисковиком Александром Мурзуновым. Оно предполагает, ну так будем утрированно говорить, заменить ветеранов войны, которых становится все меньше и меньше, и которые уже не могут физически встречаться с ребятами, со школьниками, заменить их на этом боевом посту, чтобы именно поисковики занялись этой работой, ходили в школы, рассказывали о том, как это было. Потому что поисковики – это одни из самых погруженных в эту тему людей, которые действительно не только работают в архивах, не только изучают первоисточники и так далее, но еще пропускают это через себя, через свои руки. Вот, поэтому и изюминка этой программы в том, что на уроках мужества мы рассказываем не просто о каких-то абстрактных вещах, а на примерах тех бойцов и командиров, которых нам удалось найти, установить личности и ну, как бы установить их семью. То есть это то, чего никогда ребята не найдут ни в каких учебниках, ни в каких фильмах. То есть вот это движение, оно развивается, и если в прошлом году участвовало в пилотном проекте 6 областей Российской Федерации, то уже в этом году 8 областей. И я от имени, так сказать, вот организаторов этой акции, вернее, акция плохое слово, от этого движения, я
хочу вот предложить, кого заинтересует, кого присоединиться к этой работе. Вот. И по окончанию можно будет пообщаться, я координаты оставлю, а там будем как бы работать. Должен я сказать, что вот я в первый раз приехал на вашу прекрасную землю, конечно, эмоции просто такие, что очень импонирует то отношение к памяти своего народа, которое я здесь увидел. Хочется приехать сюда по приглашению Чуровчинской администрации Чуровчинского улуса. Вот неделю я нахожусь уже здесь, были прекрасные встречи, общение. Вот, огромные планы у нас на работу. Вот, и мне хочется поблагодарить от всей души человека, который именно все это сделал и все это организовал. Это Михаил Владимирович Дичковский, учитель Чуровчинской школы, с которым мы познакомились 2 года назад в Старой Руси. Вот, и я им предложил, давайте будем развивать поисковое движение у вас. И ребята должны были приехать к нам в экспедицию еще 2 года назад. Мы готовились к этому, но из-за пандемии как бы все было приостановлено. И вот теперь в сентябре этого года группа ребят из Чуровчи приедет в Старорусский район и примет участие в поисковых работах на территории нашего района. Да, и мы будем развивать это движение дальше. Возникло несколько огромных идей именно по патриотическому воспитанию молодежи. Надеюсь, что это все продолжится. И в заключение мне хотелось бы вот пополнить коллекцию музея Чуровчинской школы, вот, и подарить Михаилу Владимировичу, так сказать, реликвию военную. Это капсула смертного медальона, которые были у всех бойцов. В заключение хочется сказать, что, конечно же, в Новгородской области, в частности в Старорусском районе, с большим трепетом чтят память воинов якутян, которые вот, уже скоро будет 80 лет, как погибли на нашей земле. Вот, и вот пока не хочу раскрывать всех карт, но планируется на 80-летие очень интересное мероприятие, я бы назвал, и вы об этом, наверное, услышите еще. Вот. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот. Или тогда спасибо за внимание. Спасибо. Да, конечно. Вообще, как бы, если так в 2 словах сказать, то в начале следующего года как бы планируется провести школу начинающего поисковика в Чуровче. Вот, с тем, чтобы уже весной следующего года какой-нибудь сводный отряд выехал именно к нам работать. Там я гарантирую горячую встречу, обеспечим работой, дадим лопаты и, так сказать, встретим и будем работать вместе. Спасибо большое, Игорь Григорьевич. Но я хочу просто для вашего сведения и для всех присутствующих сказать, в этом году у нас 10 человек работали на Ржевском выступе, и в этом же году мы
состоялось перезахоронение нашего красноармейца с Усть-Албанского района. Тоже нашли останки бойца. Поэтому и у нас в сентябре месяце также 10 человек поедут в Ржев. Я знаю, я же с ней работал Да. в Ржевском районе, мы с ними там пересекались и даже пару дней вместе поработали. Хорошо. Вот. Спасибо большое. Так, ну и вот наши гости выступили. Я бы хотела обратиться к своим председателям Советов ветеранов. У нас со временем очень цейтнот, да, до обеда мы перебрали время, поэтому хотелось бы, чтобы все выступления были до 5 минут, это первое. И второе, говорили о самом главном и о своих изюминках в работе. Сейчас я слово предоставляю председателю Совета ветеранов Ленского района Бараковой Раисе Михайловне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники нашего форума. И, конечно, вот сегодня работа нашей секции «Патриотизм и наставничество» как никогда актуальна. Ну, чтобы вот иметь небольшое представление о работе именно нашего Совета ветеранов по патриотизму и наставничеству, несколько слов о нашем Совете ветеранов. Ветеранов в состав Ленского районного совета ветеранов состоит, вернее, ветеранов тыла 104 человека, вдов участников Великой Отечественной войны 17, одна у нас блокадница, детей войны 720, участников боевых действий 163. Также в состав районного совета ветеранов входит хор ветеранов 23 человека, якутский старейший клуб «Алгыз» 41 и совет старейшин 10 человек. Для того, чтобы работа по патриотизму и наставничеству проводилась на должном уровне, мы плотно сотрудничаем с Комитетом по молодежной и семейной политике нашего района, районным управлением образования, где есть ответственные специалисты, отвечающие за работу по патриотическому воспитанию. Очень отрадно, что они сами к нам обращаются при составлении планов на текущий год. Это для того, чтобы определить в плане работы мероприятия по дням воинской славы. Приведу несколько примеров. Это начинается с самого января. Мы готовим совместно беседу для учащихся снятия блокады Ленинграда, так как из Ленского района в прорыве участников обороны и прорыва блокады Ленинграда было 23 участника Великой Отечественной войны. И поэтому есть о них полный материал, где мы, ветераны, идем совместно и проводим уроки мужества по школам. Также мы, это тоже относится к патриотическому воспитанию. 30 января 1930 года был образован Ленский улус. Поэтому мы каждый раз проводим викторины о родном крае. Ну и, конечно, начинается февраль, это у нас проходит всегда с видеофильмами, приглашаем ветеранов и приглашаем, конечно, ребят и на просмотр фильма. Ну и, естественно, ходим по школам. Это непокоренный Сталинград. Кстати, у нас очень много жителей в нашем районе, которые когда-то родились и были детьми, дети войны. Вот, поэтому мы тоже их приглашаем, и они рассказывают, как в малолетнем возрасте они в это время находились в Сталинграде. О воинах-интернационалистах. Герои живут среди нас. Ну, как я уже сказала, у нас в составе нашего районного совета 163 человека, поэтому мы с ними очень плотно работаем. И не только вот в период 23 февраля или 15 февраля, когда мы проводим митинг на площади Победы, у них там обелиск специально в Ленском районе, а затем в зале боевой и трудовой славы со студентами Ленского технологического техникума устраиваем встречи. Ежегодно проводим встречи молодого поколения с ветеранами «Дети войны», где они трудились наравне со всеми, где ветераны рассказывают, как они трудились подростками в тылу нашей Родины. И, конечно, нужно сказать о том, что вот
Для того, чтобы эта работа плотно продолжалась, мы, конечно, разрабатываем, проводим очень много конкурсов и разрабатываем положение, как я уже сказала, совместно и с Комитетом по молодежной политике, и с Управлением образования. Приведу несколько примеров, которые касаются именно патриотического воспитания. Это конкурс сочинений. Мы помним и благодарим. Мы разрабатываем положение так, что там участвуют начальное, среднее и старшее звено. Первое, второе и третье место награждаются дипломами и подарочными сертификатами. Все остальные участники благодарственными письмами, а также сертификатами. Конкурс рисунков провели. «Война глазами детей». Конкурс моделей военной техники. Мы приурачиваем это всегда в июле к Прохоровскому сражению и проводим его в детском оздоровительном лагере «Алмаз». Вот как раз сейчас уже положение мы разработали, в лагерь отправили. Конкурс студентов Ленского технологического техникума о героях былых времен. И вот провели конкурс среди детских садов. Песни военных лет. Вы даже не представляете, как это было красиво. Это вот говорим о патриотическом воспитании, начиная с дошкольного возраста. Вот проводя всю эту работу по патриотическому воспитанию, ее нельзя отделить от наставничества, так как мы работаем совместно, не только, уже я привела примеры с Управлением образованием и Комитетом по молодежной и семейной политике, но а также с волонтерами и молодежными советами наших предприятий. Может быть, Ленский район в этом, на этом положении лучше у нас. Почему? Потому что, как уже говорят, Ленск – это столица нефти и газа. Поэтому вы не представляете, молодежные советы к нам, не только мы к ним обращаемся, но они сами звонят и говорят, какая нужна помощь, дайте адреса. Так это у нас предприятия «Газпром Трансгаз Томск», «Тасюрях нефтегазодобыча», «Транснефть Восток», «Алмаздортранс», и другие предприятия. И вот по первому нашему звонку, особенно помощь была ими волонтеровскими движениями этих предприятий, заканчиваю, была во время пандемии. А также я хочу остановиться на том, что все мероприятия, которые мы проводим, нам еще легче в том, что в течение последних 4 лет мы принимаем участие в районном конкурсе проектов на выделение грантов. Так, к 75-летию Победы мы написали проект «Простить можно, но забыть нельзя». Прошлый год это был год здоровья вместе к активному долголетию 55+, и в этом году мы уже защитили и получили грант «Пока жива память». По каждому гранту мы получаем 1 200 000. Это идут на мероприятия. И, конечно, уважаемые коллеги, в заключении хочу сказать, что всем мы желаем здоровья, благополучия, успехов в нашей с вами работе по патриотизму и мирного неба. Спасибо, Раиса Михайловна. То, что сегодня у нас многие советы ветеранов участвуют в грантовых конкурсах, это очень здорово. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы каждая организация могла и делала свои проекты, и дополнительное финансирование обязательно было бы, да? Игорь Григорьевич говорил о том, как его тепло приняли в Чурапчинском районе. Да, Чурапча, мы недавно там провели республиканский конкурс «Отец и сын». Мы тоже на себе почувствовали гостеприимство, было 22 УРУСа. И я сейчас предоставляю слово Дичковскому Михаилу Владимировичу, директору Музея воинской славы имени Ивана Михайловича Павлова. Пожалуйста, 5 минут. Добрый день. Разрешите вас поздравить с началом работы Дальневосточного форума по военно-патриотическому воспитанию от имени наших учащихся и преподавательского коллектива Чурапчинской средней общеобразовательной школы имени Ивана Михайловича Павлова.
Сегодня, как вы заметили, наверное, в ряде дней с 15 числа по приглашению нашей администрации и школы у нас гостили руководитель детского центра Музея Победы на Поклонной горе города Москва Слесаренко Елена Сергеевна, руководитель, председатель сообщества военно-патриотического воспитания городов России Ольга Анатольевна Баскакова. И как сегодня вы уже познакомились, Игорь Григорьевич Тума, директор военно-исторического общества «Медведь. Старая Руса». Вот на презентации сейчас вам показывают наших учащихся, которые второй год уже представляют нашу республику на всероссийском соревновании «Юнармия». Это, конечно, все это, и то, что вот такие высокие гости прибывают у нас по обмену опытом, они провели очень большую работу за эти дни, и то, что вот сегодня мы можем вам представить наших учащихся, которые второй год уже представляют нашу республику, это долголетняя большая работа. Мы 2010 года носим имя Ивана Михайловича Павлова еще его при жизни. Он своим энтузиазмом, своей инициативой организовал музей боевой славы в нашей школе. Он организовал соревнования военно-патриотических клубов «Шнезли» и «Барс» и различные конкурсы. Его именем проводится уже шестая научно-практическая конференция по военно-патриотическому воспитанию «Павловские чтения». В последних чтениях у нас уже приняли участие более 300 участников из 24 улусов нашей республики. Это все свидетельство того, что наша республика, наше руководство, наш Илдархан придает очень большое значение на патриотическое воспитание, на память, историческую память, сохранение исторической памяти тех, которые мы должны быть благодарны. Я в 2019 году со своими школьниками побывал на Хабино, международном противоминном центре. Это в центре, которая была организована штабом юных кабышевцев, как сегодня вот отметили наши камчатские коллеги. Руководитель наш храм Анатолий Николаевич, он организовал нам 10-дневные учебно-тренировочные сборы прямо в военной части. Мы были Нефедово, в местах боевых сражений, и с помощью своих земляков поехали с Москвы до Петербурга на автотранспорте по всем дорогам боевых действий. И конечным пунктом у нас было Ильмень, где погибли наши земляки в 1943 году, в феврале, 23 февраля, который на следующий год мы будем отвечать 80-летие. Вот мы планируем Игорем Григорьевичем организовать там соревнования по вольной борьбе, но я не знаю, как удастся это. Я думаю, наша республика, наша администрация тоже это поддержит. Ну, что еще? Мы сейчас участвуем на всероссийском конкурсе музея, и я очень надеюсь, что наша работа наших ребят тоже займет достойное место. Я не буду хвастаться, но на прошедшем конкурсе мы заняли от нашей республики, нашу республику мы представляли, наш музей боевой славы Ивана Михайловича. И я с гордостью могу отметить, что мы нашу республику представили очень достойно. Мы заняли второе место в всероссийском конкурсе и вошли в топ-50 самых лучших школьных музеев из 1500, которые приняли участие на этом конкурсе. Пожелаю нашим гостям и сегодняшним участникам, и нашим представителям подрастающего поколения счастья, добра, мирного неба, здоровья и успеха в плодотворном труде. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам победы.
Сейчас я слово предоставляю Потаповой Анне Степановне о работе ветеранов кинематографии Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. День добрый. Волнительные моменты. Хочется приветствовать всех наших дорогих гостей, которые здесь находятся в нашей гостеприимной земле Аланхо. Ну и пожелать, конечно, вам всего хорошего. Ну что, Совет ветеранов кинематографии. Мы начали работать с 2014 года. Мы получили грант от города Якутска по программе «Народные инициативы». У нас были проекты 70 фильмов до победы и «Экология души», кинотерапия. 3 проекта у нас было. И мы выиграли этот проект. И вот считайте, что с 2014 года мы до сих пор не можем остановиться. Остановиться невозможно. Почему? А потому что мы обладаем таким материалом, таким шедевром, которого нет во всем дальневосточном регионе, товарищи. Это наше достояние, это наша гордость. Центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Там лежат киноматериалы, кинодокументы, кинофильмы, начиная с 23 года. И мы, благодаря вот нашему киносообществу, то есть Центру аудиовизуального наследия, Совет ветеранов кинематографии Республики Саха-Якутия, кинокомпания «Саха-Фильм», Союз кинематографистов Республики Саха-Якутия. Вот мы задумали вот эти вот проекты и показываем вот эти вот наши фильмы, которые там хранятся. И они где-то должны показываться. На сегодня нигде так вот массово не показывается. И опять 7 апреля нынче, в год столетия нашей республики, мы опять продумали проект, сделали презентацию 100 фильмов к столетию ЯССР. И вы не представляете, сколько там материалов, которые невозможно не показывать. Мы первый свой начали презентацию, начали фильмов на тему «Великие деятели Якутской республики». Нашей республики. Амосов, Барахов, Аюнский, Винокуров, Кулаковский. Это же наше достояние. Никто их не видит нигде. Их нигде не видно. Кроме того, вот, когда вот мы общаемся со студентами, с колледжами, с ветеранами наших этих округов города Якутска, пригорода, общаются к нам, обращаются к нам с улусов ветераны. Помогите нам, мы бы тоже хотели показать там своих этих вот выдающихся деятелей. Создали 2 художественных фильма здесь у нас на базе кинокомпании «Саха-Фильм», которая нынче исполняется 30 лет этой кинокомпании. Это тоже, как говорится, очень хорошая дата. И мы никак не можем остановиться, и нужно будет, наверное, продолжать, и продолжим. У нас есть тема, как говорится, кино за дружбу наций. Почему? Потому что мы многонациональная республика, мы не можем жить по-другому. Мы уже привыкли в течение вот 100 лет с лишним жить в дружбе со всеми народами. И у нас даже вот нынче исполняется 50 лет кинофильму «Тайна предков», которое было поставлено на киностудии «Таджик-фильм». И мы эти мероприятия перенесли на сентябрь месяц, когда учебные заведения начнут свою работу. И они, конечно, таджики очень довольны, и мы очень рады. Но просто единственная горечь, что самого Марата Арипова нет, он 3 года тому назад умер. Но фильм-то остался. Легенда нашего кино и артист нашего театра, Саха-театра, Дмитрий, забыла, Ходулов. И у него тоже юбилей. И как это не показать своему, как говорится, своему подрастающему поколению, чтобы воспитать в них вот этот вкус вот этого исторического материала, который этот наш центр является единственным во всем дальневосточном регионе. Так что, если кто пожелает... Анна Степановна, да, время. Ну, я вот сижу, молчу, вот хочу сказать в адрес Анны Степановны, да, она частый гость Совета ветеранов города Якутска, и
Мы неоднократно разговаривали, разговор идет о 27-м году, да, то есть получается. Многие председатели Совета ветеранов улусов, можно даже найти своего там прадеда, которого вы вообще не видели, то есть вживую. Таких случаев было очень много, да. Я хочу, чтобы фишка, вы пользовались именно этим архивом, используя фильмы, используя архив. Спасибо большое за вашу работу, за выступление. Спасибо большое. Ну, у нас есть еще вещественные доказательства, видите? Все, это мы не просто словами говорим, это все на самом деле, вплоть до кадетского корпуса мы работали. Спасибо, Анна Степановна. Ну и кому как не педагогам заниматься воспитанием подрастающего поколения. Я сейчас с удовольствием предоставляю слово Варваре Сергеевне Ивановой, которая расскажет об опыте работы ветеранов педагогического труда Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Дорогие друзья, всех присутствующих здесь в зале от души поздравляем с столетием нашей Республики Якутской и столетием образования Народного комиссариата просвещения Якутии. Сегодня я хотела бы поделиться с вами с такими находками в Национальном архиве нашей республики об одном из ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженном учителе РСФСР и я СССР, кавалере Ордена Красной Звезды, Ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и 13 благодарностей от самого Иосифа Виссарионовича Сталина, Егорове Николае Васильевиче. Кто он такой? Он выдающийся педагог 20 века. Всю жизнь он занимался образованием, воспитанием молодого поколения педагогов. Он в 1922 году начинал педагогическую деятельность в Адейской однокомплектной и народческой школе Нюрбинского уезда. 100 лет тому назад он начал педагогическую деятельность. Он много сделал, чтобы молодое поколение стали патриотами. Такими выдающиеся люди вышли из его воспитания. Его основные направления деятельности. Он стоял у истоков образования нашей республики. Он стоял у истоков методической службы в республике. Занимался всю жизнь гражданско-патриотическим, духовно-нравственным воспитанием молодежи. Это я подчеркиваю. Он родился 3 декабря 1903 года в селе Коромык Верхоневилюйского улуса. В 15 году окончил Верхоневилюйскую 4-классную инородческую школу, потом поступил в высшее начальное Вилюйское училище. И в 22 году он начинал, я уже говорила, в Адейской школе. В 24 году его перевели в Верхоневилюйскую 7-групповую школу инородческую. И в 27 году он руководил изданием альманаха по Верхоневилюйской школе на латинском языке. Спасибо выдающемуся педагогу, руководителю Института усовершенствования учителей Анисимову Андрею Николаевичу, который создал такую золотым тиснением твердую обложку этому изданию 27 года. В 28-27 году он как член пролетарского труизма был в Москве как лучший учитель, в Ленинграде был на Украине, был в Крыму. И в 28 году нарком просвещения республики Бояров Алексей Федотович его приглашает, и
советует поехать в Егидеевскую образцовую школу создать в Таттинском улусе. И Николай Васильевич Егоров создал эту Егидеевскую опорно-образцовую школу, опытом которой пользовались близлежащие улусы и все национальные школы нашей республики. Он действительно довел эту школу до образцового состояния. Максим Кирович Амосов в 1928 году писал так: «Наше общее пожелание – довести эту школу до образцового состояния». Действительно, Николай трудом большим, Николай Васильевич в 30 году они строили со старшеклассниками эту Егидеевскую деревянную первую школу. Чем они там занимались, кроме строительства? То есть впервые в этой школе было достигнуто объединение теории с практикой, с производительным трудом. Кружки работали в школе по улучшению быта женщин, отделение катонов от юрт. Работа велась против табакокурения, даже употребления густого чая. Целенаправленную работу Николай Васильевич вел по привлечению девочек к общественным делам села и школы. Егоров зав. Школой руководил учкомом, школьным советом, руководил методической работой, стипендиальной комиссией и так далее, и так далее. Регламент. Ага. Так, сейчас я ваше внимание только сокращу, и ваше внимание хочу обратить на то, как он участвовал в войне. Мирный труд Николая Васильевича был прерван Великой Отечественной войной. В 5-й школе он работал, ныне это 2-я школа, и студент-заочник 3-го курса филологического факультета Якутского пединститута надел солдатскую шинель. Рядовой 230-го стрелкового полка 80-й гвардейской дивизии Егоров принимает боевое крещение под Волгоградом. С узбеками и грузинами, с украинцами и русскими шел командир стрелкового отделения Якут Егоров. В штыковую отбивал яростные атаки фашистов. Позднее он узнал, что о гибели на полях сражений обоих своих родных братьев, артиллериста Спиридона под Ржевом и связиста Якова под Витебском. В 1943 году в звании командира взвода участвовал Егоров в форсировании реки Днепр, где был награжден медалью за отвагу. Затем сражался на Украине, Молдавии, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию. В Австрии, в Вене, борьбе в Вене, за борьбу в Вене его наградили орденом Красной Звезды. И вот, Варвара Сергеевна, сейчас, быстренько, я закончу. Так, и, значит, в Волгограде командир полка, полковник Демидов, пригласил Егорова к себе и дал боевое задание – открыть в Ворошиловском районе, найти 2 людей, освободить здание и открыть школу в военное время. И действительно, эта школа была открыта. И в руинах, в открытой школе при открытии пригласили Николая Васильевича Егорова. В докладе на съезде секретарь обкома партии Черяев Гавриил Иосифович писал следующее, говорил: «Золотыми буквами будут вписаны в историю народного образования имена многих замечательных учителей, умных наставников молодежи: Бессонова Георгия Евдокимовича, Егорова Николая Васильевича, Самсонова Порфирия Никитича, Муксунова Дмитрия Васильевича и других». Да, действительно, Николай Васильевич был духовным
и интеллектуальным, профессиональным наставником многих поколений. И вот там выставка. В этой выставке мы рассказываем как раз из исторических материалов, показываем книгу. Наш совет организован в 2010 году. За 10 лет наш совет создан 5 книг. Здесь представляется 5-я книга «О них вне времени», посвященная 70-летию Победы. Варвара Сергеевна, все-таки они подойдут, у нас совсем еще выступающие есть. Так, ну, уважаемые коллеги, я вынуждена прервать. Хочу сказать следующее. Ну, сегодня, к большому сожалению, у нас меньше и меньше участников Великой Отечественной войны. И на смену их приходят ветераны боевых действий. Я сейчас предоставляю слово Валерию Алексеевичу Лютову, народному депутату Республики Саха-Якутия, руководителю исполкома отделения Народного фронта России, председателя Российского союза ветеранов Афганистана в Республике Саха-Якутия. Пожалуйста. Ну, во-первых, большое спасибо, что пригласили. Во-вторых, большое спасибо здесь всем собравшимся. Вот я даже вот кратко послушал всех, насколько разноплановая работа, но она вся направлена всех в одно, чтобы узнать своих рядом героев, павших героев, поисковательная деятельность, поисковая, музейная работа, встреча и работа с ветеранами. Ну, все это направлено вот как раз на привитие патриотизма. Ну, что такое для меня патриотизм? Как афганец скажу, патриотизм — это все-таки первое, для меня это все-таки действие. Потому что сколько ни говорит, я патриот или там мы патриоты, если ты не живешь, не делаешь что-то как патриот, то очень сложно это назвать патриотизмом. Я очень давно занимаюсь этим вопросом, воспитанием, я встречаюсь с молодежью, это с комсомола еще. Когда пришел с Афганистана, мне комсомол привлек и к этой работе. С тех пор это вот мой образ жизни. Все свободное время я посвящаю именно этому, помощи ветеранам. Сейчас, в данный момент, конечно же, в основном это ветераны боевых действий, им надо помогать. И вы знаете, я сейчас коротко скажу, что не обязательно стремиться к тому, что все ребята, которые в форме, чтобы служили в армии. Это не обязательно, и чтобы они служили, нет, в армии обязательно служили, неправильно выразился, чтобы они посвящали всю свою жизнь службе в армии. А в армии служить надо. Вы знаете, патриотом может быть любой человек, где бы он ни работал. Художником, музыкантом, где мы, как бы мы были в Великую Отечественную войну, если бы знаменитую песню Великой Отечественной войны, музыку и песню не написали, или Чайковский. Ну, я хочу сказать следующее, что может быть любой воспитанный человек стать в нужный момент проявить своими действиями. Но мы должны проявлять себя и в повседневной жизни. Особенно это касается молодежи, конечно, это чтобы они понимали, что такое Родина и чем они могут помочь. Ну, любой, еще раз говорю, может быть патриотом. Я вот сейчас смотрю на Будимира Дмитриевича. Он не военный человек, но для меня он самый что ни на есть патриот, потому что он всю жизнь посвятил родной республике, чтобы ее сделать хорошо. Большую часть он руководил ветеранами, помогал ветеранам, организовал, проводил мероприятия. То есть его вся жизнь направлена была, чтобы сделать нашу Родину крепче, а люди, чтобы жили лучше и так далее. Вот. Я хочу, чтобы поаплодировали. Владимир Дмитриевич, встаньте. Большое вам спасибо. Я вам как афганец кланяюсь, потому что, да, на войне там другой героизм на войне, там есть тоже герои, поэтому тоже просьба обращать внимание не только на американских там супергероев, там, чтобы у ребят не было понимания такое, что там только есть герои американские, всякие пауки и Змей Горыныча. Вот. Ну, есть просто среди нас ребята, которые можно приводить пример их, и нужно. Хочу пожелать вам всем здоровья, ну и, конечно же, мирного неба над головой, потому что это сейчас актуально.
у нас сейчас идет специальная военная операция, и где участвуют наши ребята, и не мы скрываем, есть у нас уже и погибшие, и мы каждый должны сделать так, чтобы им было легче. И каждый приедешь, который домой приедет после вот нашего мероприятия, просто вспомните мои слова и скажите, что я сделал для этой победы, как помочь ребятам, им родным, близким погибших. Кто-то рядом, может быть, в своем Улусе есть погибшие будут или есть раненые. Вот это вот вопрос сейчас актуальный, очень. А ту работу, которую вы ведете, за это тоже большое вам спасибо. Всего доброго. Да? Спасибо большое, Валерий Алексеевич. Но я думаю, те слова, которые сказаны были, да, действительно, мы никак не можем быть в стороне от военной операции, и действительно мы должны согреть теплом тех, кто в этом нуждается. Сейчас об опыте работы Совета ветеранов Горного района расскажет нам Филиппова Наталья Егоровна, заместитель председателя Совета ветеранов. Кто? Извините, Пахомова Любовь Роман. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней встречи. Отрадно, что встречаемся сегодня в городе Якутске, в музейном комплексе «Моя история». Желаю всем интересного общения, обмена опытом работы. Сейчас хочу ознакомить вас с деятельностью Совета ветеранов Горного Улуса. Сама я работаю только год, стаж работы 1 год. В Горном Улусе проживает один ветеран Великой Отечественной войны. Один ветеран перешагнул столетний жизненный рубеж. 6 вдов участников Великой Отечественной войны, 45 ветеранов тыла и труда, 161 – это дети войны, и участников боевых действий у нас 35 человек. В исполнении федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в целях поддержки деятельности районного совета ветеранов, повышение качества жизни людей старшего поколения в Горном Улусе реализуется муниципальная районная целевая программа «Старшее поколение». Осуществляется финансирование культурно-спортивных мероприятий для людей старшего поколения по итогам среди коммерческих организаций. Районный совет ветеранов реализует с 2017 года проект «Забота о ветеранах. Задача первостепенная. Школа 3-го возраста 50+, в которых создаются благоприятные условия для коллективного общения пожилых людей. Район активно проводит работу по улучшению жилищно-бытовых условий. На районном уровне и в селе с 2019 года оказывается материальная помощь на ремонт жилья детям войны в размере 50 тысяч рублей каждая. Осуществляется замена клада, крыш, благоустройства и другое. В 2015 году в Улусе введен 35-квартирный социальный дом для тружеников тыла, вдов, погибших участников войны, инвалидов, лиц, имеющих онкозаболевания. Ведется постоянная работа и работает районная комиссия, на котором рассматривается очередность для заселения в социальный дом. Районный совет ветеранов ведет работу во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами. Ежемесячно проводятся собрания, ведутся протоколы, рассматриваются заявления, ведется работа с уполномоченными структурами по поступившим заявлениям. Под пристальным вниманием районного совета ветеранов находится республиканского значения дом-интернат для престарелых и инвалидов, где проживают 22 человека разных возрастов из улусов нашей республики. Для них организовываются культурно-массовые мероприятия, проводятся субботники и праздничные дни, проживающие обеспечиваются дичью, свежей рыбой, а также организовываются встречи со школьниками, шефства и наставничества из школ.
По инициативе главы УЛУСа торжественно отмечается 90-летний юбилей ветеранов. Из последних событий хочется отметить о проведении в этом году, 14 июня, национального праздника СССР с культурно-спортивным соревнованием среди ветеранов в возрасте 60+, «Счастье лето» в рамках проекта «Долголетие к долгой жизни», «Движение к долгой жизни». Из планируемых крупных мероприятий отмечаю, что 14 июля в Горном Улусе проводится республиканский культурно-спортивный фестиваль среди инвалидов. Ждем участников из 15 улусов нашей республики, и идет очень большая подготовка к проведению. В работе районного совета ветеранов большое значение придается военно-патриотическому воспитанию молодежи. Принимается активное участие в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти к победе в Великой Отечественной войне. Основной массив мероприятий заточен на 9 мая. Так. Проводится моральная и материальная поддержка труженикам тыла, вдовам, в том числе тестование. Несмотря на пандемию, через онлайн-технологии в прошлом году в социальных сетях в конкурсах маршировка приняли участие 925 учащихся из 11 школ Улуса. На уроках мужества и Эля Улахтугар участвовали 520 школьников из школ. Так. В 9 наследах председателями наследных советов ветеранов ежегодно проводится эстафета вахта памяти. Во всех школах Улуса проводятся уроки победы, тимуровские мероприятия, шефская помощь, благотворительные акции ветеранов войны и тыла, ведутся поисковые работы по изучению истории своих наследников, по увековечиванию памяти ветеранов. В музее ветеранов в селе Бердикстях организовываются встречи с молодежью, проводятся экскурсии для школьников. Стало доброй традицией проведения... Я уже заканчиваю. Еще 3 минуты. Ну, я издалека приехала. Все, уже, давайте. У нас по времени... Я это поняла. Но все равно надо говорить. Стало доброй традицией проведения уроков мужества в школах участниками боевых действий с участием общественников организовываются проводы призывников в армию. Молодежь села Бердикстях объявили республиканский конкурс для молодых архитекторов по разработке проекта сквера для ветеранов боевых действий нашего Улуса. Вот это пропускаем. Это надо говорить. По инициативе молодежи Горного Улуса и при поддержке администрации Улуса претворены в жизнь 6 патриотических проектов, 6 добровольческих направлений. Одним из направлений является участие в грантовых конкурсах. В этом году стали обладателями гранта главы Республики Саха-Якутия в сумме 320 тысяч рублей по проекту «Движение к долгой жизни», направлено на активное долголетие путем качественно подобранных спортивных мероприятий и занятий в спортивном комплексе. Это пропускаем. Это пропускаем, да? Каждый год в День Победы на площади Победы проводится выставка военной ретро-техники, изготовленной ветеранами труда, народным ветераном, мастером, почетным гражданином Горного Улуса и Бердикстяхского наследия Захаром Павловым. Сейчас, конец. Таким образом, намеченный план в районном совете является локомотивом для поддержки ветеранов войны и тыла, выполняет существенную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи и наставничестве. С оптимизмом смотрим в будущее. Мы берем в себя опыт и мудрость жизни наших ветеранов, долгожителей, надеемся на наших общественников. Мы будем идти вперед вместе и вместе обязательно добьемся успеха. В дальнейшем хотелось почаще встречаться с коллегами для обсуждения актуальных проблем, возникающих в деятельности Совета ветеранов и в жизни самих ветеранов. Желаю вам всем здоровья, успешной работы, благополучия. Спасибо. Сейчас я слово предоставляю председателю Совета ветеранов Министерства внутренних дел Республики
РФ по Республике Саха-Якутия Местникову Василию Васильевичу. Это одна из самых крупных общественных организаций, которая проводит действительно очень хорошую, очень системную работу по патриотическому воспитанию молодежи. И здесь у них четко прослеживается преемственность поколений. Василий Васильевич, пожалуйста. Спасибо. Приветствую всех участников форума. Благодарю организаторов за этот форум. Действительно, мы здесь собираемся и обмениваемся опытом по дальнейшей работе. Работа с ветеранами, патриотическая работа – это очень важная тема. Люди в погонах, те, которые когда-либо решили связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел или в вооруженных силах, им присуща любовь к родине, преданность к своему отечеству, стремление служить его интересам и готовность вплоть до самопожертвования к его защите. Верность присяге. Верность присяге, присяга, мы эту клятву даем и сохраняем ее до последних дней. У нас отставных офицеров, рядовых, сержантов, которые сейчас находятся на пенсии в Якутии, где-то более 7,5 тысяч человек. Из них где-то около 2-3 тысяч – это ветераны, которые активно помогают, содействуют нашей работе. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел в нашей республике, она образовалась в 1991 году, и одной из самых главных задач – это повышение роли ветеранов в организации проведения геройко-патриотической работы, наставничества и нравственно-патриотического воспитания молодого поколения якутян. Связующим звеном в организации патриотического воспитания была и остается школа. Здесь строится комплексно, с учетом возрастных индивидуальных особенностей. Традиционно за общеобразовательными учреждениями в населенных пунктах закрепляются представители наших районных и городских ветеранских организаций. Наши ветераны с огромной ответственностью относятся к общественной работе, связанной с патриотическим воспитанием. Конечно, патриот, он должен быть физически здоровым и крепким человеком. Так, на протяжении ряда лет мы занимаемся и воспитанием в подрастающем поколении спортивного интереса. Например, наши ветераны ежегодно демонстрируют силу и выносливость. Каждый год практически проводим многокилометровые лыжные марафоны. По 100, по 120 километров. Например, в 2018, по-моему, если не ошибаюсь, в день юбилея Степана Ржакова было 120-километровый лыжный пробег пройден. Широкой популярностью в республике пользуется вокально-танцевальный ансамбль ветеранов столичного управления органов внутренних дел «Созвездие», являющийся не только активным участником всех культурных массовых мероприятий в городе Якутске, но и организовывает гастрольные выезды по республике. Одним из центров патриотической работы остается музей истории МВД, который ежегодно посещает 20 тысяч человек. Проводим патриотические десанты, проводим это совместно с Министерством внутренних дел. У нас есть прекрасный ансамбль «Служба 02». Вместе с этим ансамблем мы объезжаем районы и для населения делаем концертные программы. Этот ансамбль наш еще и выступает в кремлевских дворцах. Наша ветеранская организация уделяет трепетное внимание увековечиванию памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, самоотверженно и до конца выполнивших свой служебный долг, положа на алтарь победы и торжества справедливости своей жизни и здоровья. Ведущая роль в данном направлении принадлежит организации ветеранов органов внутренних дел, участников боевых действий. Одним из знаковых и важных этапов их работы стало создание Ассоциации ветеранов боевых действий Республики Саха-Якутия, представляющей интересы ветеранов боевых действий всех ведомств и общественных объединений.
Инициативная и настойчивая кропотливая работа проводится и с депутатским корпусом. Вот Валерий Лютый ушел. В частности, внедрение законотворческих мер относительно закрепления социальных гарантий и прав участников боевых действий. Так достигнуто установление некоторых налоговых послаблений для данной категории ветеранов, освобождены от транспортного налога. Еще одним из немаловажных результатов этой работы стало издание в 2021 году указа главы республики, объявившего 1 июля днем боевых действий. Всего в 4 регионах этот праздник сейчас будет праздноваться официально. А так это просто народный праздник. Здесь можно отметить, что наши ветераны давно стала традицией проведения ежегодных акций памяти участников боевых действий на сквере имени Героя России Александра Рыжикова, первого командира якутского ОМОН. Установка в городе Якутске памятника воинам. Ну, мы совместно, конечно, это все делаем с ребятами боевых действий. Памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных боевых конфликтов, где мы сегодня возлагали цветы. В Вилюйске мы открывали памятники, бюсты Семенову Айолу, героически погибшему в ходе боевых действий на Северном Кавказе, а также получивших тяжелое ранение, впоследствии скончавшегося при исполнении служебных обязанностей Егорова Эдуарда. В Чурачинском районе был открыт памятник первому чекисту Якутии Субурусскому Николаю. Открытие в Вилюйской... В средней школе номер 3 в городе Якутске был открыты мемориальные плиты с именем Фелькера Владислава, погибшего в ходе боестолкновений Северокавказской компании. Открытие мемориальных памятников нашим выдающимся сотрудникам. Ну и мы в современном мире, конечно, сейчас занимают очень большую роль социальные сети. По социальным сетям, конечно же, мы тоже проводим, стараемся проводить охват, более широкую аудиторию. Подростки, молодежь в основном сейчас сидит в интернете, поэтому делаем видеоролики какие-то там. Вот материалы вы сегодня наши видели, показываем. Так, ну... И, например, одним из главных истоков патриота является любовь к своему краю, бережное отношение к родной земле, его богатствам. Наша ветеранская организация проводит многоплановую работу, направленную на сохранение и примножение природных богатств, на открытие неизведанных высот и иных красивых мест в необъятной территории Якутии. Так, например, в прошлом году по инициативе нашего ветерана Алексеевой Гульнары был создан инициирование экологического движения среди населения республики «Сохраним родную природу» и был создан штаб по тушению пожаров. Мы подняли весь народ и помогли тем самым нашим пожарным избавиться, потушить лесные наши пожары. Да, другим крупным и масштабным проектом нашей ветеранской организации, реализованным еще в 2018 году, стал автопробег по маршруту Якутск-Тампонский район. Завершился он восхождением на безымянную высоту в честь столетия якутской милиции. Василий Васильевич, время. Ага, ну все, я заканчиваю. Ага. В июле 2020 года, вот вы сегодня видели видеоролик, мы поднялись на самую высокую точку северо-востока Сибири и Якутии, соответственно, гора Победа. Кстати, гора Победа во всем мире, она только одна, единственная, находится у нас в республике Саха-Якутия. И что непримечательно, она была названа в честь Великой Победы в 1945 году. Есть пик Победы на горе Тяньшань, а здесь целая гора, она посвящена именно Великой Победе. Мы в 2020 году, к честь 70-летия Победы, водрузили в пике вершине этой горы знамя Победы. И в этом году, в честь столетия Якутской АССР, Русское географическое общество тоже планирует восхождение на самые высокие горы нашей республики, посвящая в честь столетия Якутской АССР. И наша ветеранская организация в том числе принимает в этом деле активное участие. Спасибо вам всем. Надеюсь на хорошее продолжение нашего форума. Благодарю всех и организаторов. Спасибо. Так, ну а теперь к нам присоединился Илья Константинович Каращук, заместитель председателя Приморского краевого совета ветеранов. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Наш Приморский краевой совет ветеранов объединяет в своем составе 460 тысяч человек. Ну, вообще при том, что в Приморском крае проживает чуть менее 1 миллиона 900 тысяч жителей. Но на сегодняшний день у нас в Приморье осталось 272 участника Великой Отечественной войны, но при этом большинство из них уже не ходячие люди. Вот. Помимо, то есть у нас в каждом городе и районе Приморского края, их у нас 34, 12 городов и 22 района созданы. И в этом году отметили 35-летний юбилей, так же, как и ваш Республиканский совет ветеранов, созданы в каждом городе и районе по Совету ветеранов. Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Помимо этого, на территории Приморья действует еще 10 ведомств ветеранских организаций, в том числе ветеранские организации, Советы ветеранов органов УМВД, ФСБ, РЖД, Боевое братство, инвалидов войны в Афганистане и так далее. Когда 3 года назад губернатором Приморского края стал Олег Николаевич Кожемяка, он принял такое очень полезное, очень судьбоносное решение о том, что ежегодно Краевому совету ветеранов будут выделяться средства безвозмездной субсидии в размере 20 миллионов рублей ежегодно. Эти деньги без конкурсных процедур выделяются ежеквартально и распределяются пропорционально количеству ветеранов, проживающих в каждом городе и районе Приморья. То есть в тех городах, где, то есть самые большие города и районы получают больше всего денег, там города и районы поменьше, денег поменьше. Таким образом, это позволяет в том числе всем председателям наших городских и районных советов ветеранов получать заработную плату, а в некоторых городах и районах у нас еще и сотрудники аппаратов Совета ветеранов получают тоже зарплату ежемесячно. Вот. Приморский край, по сравнению, допустим, с Республикой Саха-Якутия, конечно, он в разы меньше, но вместе с тем, то есть у нас есть отдаленные муниципалитеты, которые находятся, допустим, от города Владивостока на расстоянии там порядка 1000 километров, села, некоторые отдаленные там 1500 километров от Владивостока. И если раньше мы использовали такую практику, что допустим, при проведении тех или иных мероприятий допустим, крупное мероприятие проводится, да, то мы это мероприятие планируем и проводим в городе Владивостоке, и, соответственно, приглашаем людей со всех территорий, что вызывало некоторые затруднения в логистике, в доставке, допустим, наших председателей, других членов Совета ветеранов. И где-то несколько лет назад мы ушли от этой практики и стали проводить, допустим, те или иные мероприятия, какие-то выездные заседания президиума, выездные пленумы, какие-то мероприятия патриотической направленности в виде кустовых мероприятий, то есть когда берется, допустим, 8-10 близлежащих городов и районов, в одном из них проводится мероприятие с приглашением близлежащих ветеранских организаций. И спустя 2-3 месяца проводится аналогичное кустовое мероприятие в другой точке Приморского края. И таким образом, то есть в течение полугода мы охватываем вот этими мероприятиями по обмену опытом работу, мероприятиями патриотической направленности практически все наши советы ветеранов. Вот. Но еще хочу добавить то, что помимо того, что средства безвозмездных субсидий, которые выделяются нашему краевому совету ветеранов, то есть мы не одни такие особенные в Приморском крае. Допустим, у нас Приморскому краевому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов выделяется ежегодно также 15 миллионов рублей. Юнармии выделяется 19 миллионов рублей в год, получается. Национально-культурным автономным организациям выделяется порядка 10 миллионов рублей в год. То есть это я к тому говорю, что правительством Приморья уделяется большое внимание работе с общественными организациями и финансированию этих общественных организаций, чего раньше не было. Вот, в принципе, у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Илья Константинович.
Ну вот здесь, как вы видите, да, по большому счету закон о бюджете одинаковый на всей территории Российской Федерации. При этом вот губернатор Кожемяка смог сделать так, что выделяя деньги общественным объединениям ВАИ, ВОС, ВОК и Совету ветеранов без конкурсов. И это очень здорово. В свое время у нас на территории республики точно так же целевые деньги были, а сейчас Вилям Ачирович постоянно защищает свою программу. Но вот сегодня была министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Волкова Елена Александровна. Мы об этом тоже ей сказали. Поэтому, наверное, президиум наш будет системно работать, чтобы все-таки это состоялось на территории республики. Это первое. Второе. У нас выступающие закончились. Вот все... 2 человека почему-то то ли на ту сессию ушли. Я бы хотела сказать, что сегодня у нас прошел очень хороший обмен мнением, да, значит, красной чертой прошло вот наставничество. И вот Василий Васильевич сказал, как надо работать с законодательным органом власти. Это тоже очень здорово. На уровне муниципальных образований вы тоже можете со своими инициативами выступать и, значит, добиваться положительных решений от ваших депутатов. Кроме этого, я бы хотела еще раз обратить внимание на поисковую работу, на поисковое движение, потому что те ребята, которые выезжают на поля сражения и поднимают останки красных бойцов, они совершенно другими приезжают. И, как вам сказать, вот не на слове, а на деле показывают, что да, действительно человек патриот. Вот Варвара Сергеевна говорила о том, что возвращаются имена. Значит, это тоже очень кропотливая, интересная работа, да, о том, что наши кинематографисты запечатлили вот эту историю, это тоже здорово. Значит, в Горном районе, конечно, большая работа проводится, и в Горном районе, ввиду того, что я являюсь членом Координационного совета по распределению грантов президента, я хочу обратить внимание других районов, что Горный район у нас каждый год участвует в конкурсе президентских грантов, в конкурсе главы Республики Саха-Якутия, и поэтому, добывая какую-то копейку, они делают конкретные дела. Это тоже обязательно надо взять на вооружение. И сейчас я бы хотела, ввиду того, что у нас вторая еще не подошла секция, да, если у кого-то есть что-то добавить, пожалуйста, открытый микрофон, может быть и у вас, потому что мы вас прервали. Извините, пожалуйста, Александр Нагимович. Хорошо. В других регионах это уже практикуется. Поэтому вот мне было задание, чтобы мы внесли такое предложение, а вы, наверное, will to man, для того, чтобы ввиду того, что принят закон о патриотическом воспитании, создать при улусных администрациях отдел по работе с ветеранами. Тогда мы все будем получать заработную плату, пусть маленькую, пусть это будет специалист, допустим, да, но мы не будем вот так где-то что-то просить, спонсоров и так далее. Все у меня. Раиса Михайловна, спасибо большое за предложение. Мы, наверное, Вилям Ачирович, рассмотрим его на президиуме. Так, пожалуйста, Буквально... Александр Нагимович. Нагимович, я прошу прощения, буквально пару слов. Знаете, когда выступил товарищ, наш гость из Новой Руссы, да, честное слово, мне было очень
стыдно за тех наших коллег с других регионов Дальнего Востока, которые сюда не приехали. Честно говорю, понимаете? Вот. И от имени нашей небольшой делегации, вот мы сидит коллега с Приморья вдвоем, мы очень от всей души благодарим организаторов этого мероприятия за такую традиционную гостеприимность, за четкость в работе. То есть все вопросы продуманы были безукоризненно. Поэтому спасибо огромное. Спасибо большое за теплые слова. Так, у кого еще что есть? Вот, ребята, сидите. Вы что-то новое здесь услышали? Угу. Прониклись вопросом? Всех присутствующих, всех наших гостей поздравляю, всех национальным праздником, то, что вы приехали к нам вовремя. Идут сейчас национальный праздник ЛСР. Это самый замечательный праздник нашего якутского народа. Всем желаю творческих работ и вашей всей общественной работы. Пусть процветает патриотическое воспитание. Спасибо, Маргарита Михайловна. Ну, я думаю, гости на нашем теплоходе увидят наши красоты и увидят восход солнца, скорее всего. Вильяма Чаровича, микрофон передам вам. А вот микрофон передайте. Добрый день. Я очень рада, что именно сегодня вот встретилась с вами. С Брунского улуса приехать, конечно, очень сложно. Сейчас у нас непогода. Вот человек, который должен со мной сегодня прилететь и радовать вас эвенкийской песней, национальным костюмом эвенского народа, к сожалению, не смогла прилететь. Объявили сегодня, вот видите, так что я вот сижу и думаю, как же мне одной быть. Но я сразу чувствую, будет ваша поддержка, я не буду, что я одна, и будет наш форум дальневосточный, где мы все собрались, все председатели, все вот члены со всех улусов. Этот форум пройдет на славу. Покуда впереди, завтра уже национальный праздник нашей республики ИСЭХ. Я всем желаю вам добра, мира, чтобы хорошо отдохнули и все отлично работали в будущем. Всего хорошего, друзья. Спасибо большое. Это Арктика, Тикси. Я тоже солидарен с представителем Лунского улуса. Отрадно, что вот в этот день мы все председатели Совета ветеранов улусов собрались вместе. Мы вот уже, наверное, будем собираться сами, тоже будем обмениваться опытом. Вот представитель Горного улуса нам рассказал, у меня много вопросов, так что я ее встречу. И также будем встречаться с представителями других улусов. Я благодарен руководству Совета ветеранов Республики, что они нас собрали в самый момент. 2 года с лишним была пандемия, мы не обменивались опытом, лишь вот по онлайн, по Zoom мы собирались, а сейчас воочию будем собираться и обмениваться опытом. И я благодарен Совету ветеранов Республики, что нас собрали. Спасибо большое. У меня есть небольшое объявление, да. Вы все знаете, что у нас работает программа «Активное долголетие 55+.»
время активных и мудрых, да? И мы с 5 числа на базе Намского колледжа открываем многопрофильный лагерь для граждан старшего поколения 60+. Во все муниципальные образования были направлены письма, и вот хотелось бы сделать это объявление, если будут желающие, на нашем сайте вся информация висит. Хорошо? Добрый день, уважаемые участники Дальневосточного форума «С чего начинается Родина?». Мы с Амгинского улуса приехали вдвоем и, надеюсь, будем участвовать во всех конкурсах и соревнованиях. Так, в нашем улусе ведется тоже планомерная работа ветеранское движение. И на этом помогает, здорово помогает школа 3-го возраста. У нас школа 3-го возраста работает с 2012 года. Это в основном, эта работа отражается, это как Совет ветеранов, работа Совета ветеранов в основном это работа школы 3-го возраста. У нас это председателем Совета ветеранов Амгинского улуса долго лет работала Шестокова Александра Петровна. Она в прошлом году ушла на отдых по здоровью. 1 год работал Гурев Николай Герасимович, и по уходу на другую работу опять ушел. Я исполняющий обязанности. В следующем месяце должны собрать общее собрание или конференция. Будем избирать много председателей Совета ветеранов. Желаю вам в дальнейшем провести форум на уровне. И до встречи на вечере отдыха на теплоходе Демьян Бедный. Так, вот недавно человек выступил, что надо действовать. Я, например, вот из Тактинского улуса, и у нас такой опыт. Мы из потомки, или как, земляки славного сына Тактинской земли, полного кавалера орденов славы Дмитрия Ивановича Петрова, мы сами, земляки, создали стелу на своих же общественных началах. И здесь участвовали все внуки, дети, родственники со всей республики, собрали деньги, и вот эта великолепная стела у нас сооружена на общественных началах. Это и есть, по-моему, патриотизм, верности Родине, верности той малой Родине, в которой мы росли, родились, выросли, и эта стела, там все фотографии, портреты наших дедов, бабушек, наших отцов, которые участвовали, которые пали, которые пропали во время войны. И теперь это стало Меккой. Вот, например, проезжая это место, где там живет только 2-3 хозяйства, мы всегда останавливаемся, и наши внуки, правнуки, вот там фотографируемся, и всегда во время Исаха празднуем на этой земле и встречаемся как будто бы с нашими, предками. Это, по-моему, очень действительное патриотическое действие, так я думаю. Так что это, ребята, дорогие участники этого Дальневосточного форума, вам тоже желаю, чтобы вы, ваши внуки, ваши дети узнавали своих предков вот на этих портретах. Там они фотографировались, и там они возлагали свои цветы. Все. Ага, да. Всем добрый день. У меня сегодня с утра в душе праздник, товарищи. От встречи с вами,
Дальше будем работать, участвовать активно, будем петь, танцевать, выступать. Всем хорошей работы в эти прекрасные летние якутские дни и ночи, белые ночи. Я из Верхояния. Махта, Нагачи. Обед. Сейчас еще мы ждем работу первой секции, пока не расходимся. Первая секция еще не закончила свою работу. Уважаемые коллеги, я понимаю, что вы устали. Ну вот товарищи подошли с первой секции, они там с нарушением регламента работают. Закончили, да? Так, минуточку, присядьте, пожалуйста. Вера Дмитриевна, вы там встаньте поперек двери. Никого не выпускайте. Тоже, сейчас пойдем уже, сейчас поедем. На микрофон. Успеете. Ну, давай, езжай, конечно, езжай. Так, успокоились, коллеги. Вот помните, в начале своего выступления я говорил, что выражаю слова благодарности директору этого музея Соловьеву Дмитрию Ивановичу. Это очень серьезное учреждение, и они для нас с вами подготовили 2 выставки, которые для пробы показали заместителю полномочного представителя президента России Трутнева. Фамилию этого господина не знаю, он посмотрел, сказал, что таких медиа-выставок он не видел в Дальневосточном округе и вообще в России. По всей России всего, вы знаете, несколько вот таких музеев, и в Якутии один из самых больших. Ну и я чувствую, что вы устали, и прямо рветесь на борт теплохода, но минуточку еще подождите. Вот подходят наши ветераны еще с первой секции. Если есть желающие эти экспозиции посмотреть, вы сейчас останетесь. Все пришли, да, снизу? Ну вот чувствуете, да? Здесь работала секция ветеранов практически. Какая дисциплина, какая самодисциплина. Сказали вот так и все. А там работает молодежь. Министерство молодежи. Я ничего плохого не хочу сказать, но они нарушили все регламенты. Выступающего человека всегда трудно останавливать, потому что он готов говорить вместо 7 минут 15 минут, вместо 15 говорить может 45 минут. Ну давайте так сделаем. Большинство не ждет меньшинства. Так ведь, да? И поэтому вот организаторы предлагают, чтобы мы не так просто, что встретились, поглядели друг на друга, разошлись. Мы предлагаем принять обращение для всех ветеранских организаций сообщества Дальнего Востока. Дальневосточного федерального округа. Вот посмотрите карту. Якутия, как большая дойная корова. А вокруг нее вот эти маленькие, как будто присосались, да, к титькам. Вот это вот такое аллегорическое значение нашей республики. Поэтому мы всегда должны быть впереди планеты всей. А это из 4 абзацев обращения. Если вы позволите, потом будете сами нам дополнять, а рабочая группа под руководством Галины Николаевны и моим будем еще редактировать. Потому что это обращение ветеранов республики. Я зачитаю, вы, пожалуйста, послушайте. И потом уже, кто с нами едет на теплоходе, на палубе, во время белого танца будете делать предложение. 20 июня 2022 года в городе Якутске проведен первый Дальневосточный форум ветеранов и молодежи, с чего начинается Родина. Вот вы первопроходцы
Запомните, пожалуйста. Участники форума рассмотрели вопросы о роли ветеранских организаций в патриотическом воспитании молодежи. Рассмотрена связь поколений в контексте исторических событий прошлого, настоящего и будущего страны. Основа российского патриотизма для нас с вами, особенно старшего поколения, это победа советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов, полет первого человека в космос, достижения в науке, технике и искусстве. И все это надо сохранить, это наша задача, и приумножить. Это задача уже молодого поколения. Главная задача ветеранского движения – передать истинные ценности подрастающему поколению. А молодежи задача – необходимо сохранить и приумножить достижения прошлого и снова, молодежь, внимание, сделать Россию могущественной державой, где человеку будет комфортно и безопасно жить. В наши дни особенно актуально понятие совесть, честь, служение Отечеству, сплоченность и солидарность. Сегодня перед лицом реальной угрозы России, о которой вот здесь говорили, да, как никогда в цене патриотизм. Патриотизм, приоритетом которого является дружба и сплоченность народов, залог единства страны. Обычно, когда выступают представители районов, улусов, они говорят, вот в нашем районе живет там 100 национальностей, 50 народностей и так далее. Вот это вот как раз проблема должна быть решена, чтобы была дружба и сплоченность народов. И последний абзац. Мы, участники Дальневосточного форума, ветеранов и молодежи, призываем всех граждан России, не только Дальнего Востока, сплотиться вокруг президента нашего государства Владимира Владимировича Путина. Согласны? Как говорят наши бюрократы, принимаем в целом. Да, потом редакция будет. Кто за это, прошу поднять правую руку. Кто поднял левую, тот против. Всем большое спасибо. Очень хорошо, что у вас сохранилось хорошее настроение и юмор. А юмор – это движение чего? Жизни. Вот когда еще... У нас же есть ветераны, когда мы к ним идем, у него 100 лет. А он еще юмором занимается. Ну вот, спасибо. Теперь вот что. Раз экскурсия в музей не состоялась, сейчас мы расходимся. Сначала вот попробуем здесь общее фотографирование. Вы остались самые выдержанные, самые самодисциплинированные. Так что вот давайте вот, кто будет стоять на сцене, сейчас скамейки поставим, кто будет сидеть, присядьте, быстро сфотографируемся. Это все опять же не для того, чтобы сохранить в историю вашу красоту, а для отчета по гранту. Да, и еще, вы знаете, сегодня отходят 2 теплохода-близнецы. Белые, красивые. Первый Михаил Светлов уходит в 7 часов, и наш Демьян Бедный в 8. Вы подходите все к 7 часам. И не вздумайте пойти на другой теплоход. Там все будет за свой счет. А на своем мы вас кормим сами.